Добрый вечер, дорогие. Привет. Добрый вечер, друзья. Это обычный вечер, хотя немножко необычный, потому что все-таки 9 мая, поэтому поздравляю всех с праздником, с Днем Победы, дорогие друзья. Или с Днем памяти. Или, мне кажется, это даже правильнее День памяти. Я бы еще добавил сюда День скорби. Памяти и скорби. Ну да, день, вокруг которого сейчас так много и шума, и символов, и лозунгов, и официальной какой-то риторики, особенно в Беларуси, да и в России, где память о войне используют просто как политический инструмент, присваивают себе и используют в своих целях. Ну, они Нет, мы будем... Они говорят, мы наследники победителей. Мы наследники трагедии, вот что. Беда в том, мы наследники беды, которую вы выставляете праздничным каким-то парадом и фейерверком, вот что. Побеждая фашизм, был риск заразиться, и, судя по всему, это произошло с восточным нашим соседом. Ну да ладно. Поэтому мы не будем делать сегодня никакой праздничный эфир или спецэфир. Мы, наверное, попытаемся возвращать себе какую-то нормальность. Нам бы, наверное, я за себя скажу, мне бы хотелось, чтобы в Беларуси день такой памяти о этой великой беде, об этой великой трагедии отмечали 8 мая, как в Европе, в мире сейчас это делают, чтобы мы присоединялись к вот этому Николе Зно, да, как в Украине, а не к... можем повторить, как 9 мая празднуют сейчас. Именно празднуют в Беларуси, в России. Вот, наверное, это важные слова для начала эфира. Не знаю. Ну, кому-то, я уверена, важно, потому что там же пропагандисты-то говорят, что вот беглые ненавидят память дедов, понимаешь ли, что наши деды были якобы кем-то коллаборантами, в общем, теми, кто предавал. Ясно. Посмотрели бы вы в глаза моему прадеду, который каждое 9 мая не ходил на парады, садился со всеми наградами и молча просто смотрел в пустоту. Смотрели бы вы в глаза этому человеку. Еще важно, мне кажется, разграничить такой момент важный. Руководство. То руководство Советского Союза, военачальники. Вот меньше всего мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь назвал меня их наследником, потому что никакого отношения к настоящему вот этой великой, как говорит, победе, эти выблюдки, бросавшие миллионами людей просто как в мясорубку, просто бросавшие, дорасходуем живую силу и отходим, эти выблюдки никакого отношения к великой победе не имеют. Начиная от Сталина и заканчивая Жуковым. То, что так получилось, то, что у них было это мясо человеческое, ну что ж, так получилось. Они захватили власть в свое время в стране, да? А в остальном победители были. Руководство к этому отношения не имеет никакого. Более того, я думаю, что во многом и мешало. Но это мое мнение. Давайте перейдем теперь к эфиру. Мы поговорим еще, эта тема... Победобесие, наверное, скорее, да. Обсудим победобесие, а не тему 9 мая в целом, но приветствуем вас все еще в обычном вечере. Попробуем скрасить ваш вечерочек. Судя по тем фотографиям того, что происходило в Минске, большинство людей все-таки последовали нашим рекомендациям и свалили. Ой, сейчас мы это будем обсуждать. У меня есть что сказать. Прям интересная тема будет. Я хочу гостя еще представить. Сегодня у нас в гостях Віталь Циганков, один з заснавальнікаў Белапан, першае незалежнае інфармацыйнае агентства. Ну і чалавек, якога называюць адным з лепшых палітычных аналітыкаў. Віталь Циганков. Яго таксама запытаем, што для яго гэты свята ці гэта дзень скорби, што? Так. У нас появился опрос, кстати. Расскажите, что для вас 9 мая. Не будем делать вид, что нет слона в комнате или танка на площади. Сегодня 9 мая. В каком виде в вашей жизни присутствуют атрибуты празднования Дня Победы? 4 варианта ответа. Первый – сходил на парад, шествие, концерт. Второй вариант – смотрел по ТВ, парад, кино, концерт. Третий – помянул дедов без показухи. И четвертый – ни в каком. Достались победобесием. Голосуйте. Голосуйте, друзья, и пишите, откуда смотрите нас, не забывая поставить при этом лайк, это важно. Не забывая подписаться на канал «Обычный вечер» и, разумеется, если у вас есть возможность задонатить, сделайте это, потому что
Для нас это очень и очень важно. Ну, наверняка был донат от Скорбоншки Бородеда, Передайте конечно. за прогляд 5 5 евро. И 120 евро регулярная подписка. Огромное Чудесно, спасибо. чудесно. Большая поддержка. Я напомню, цифра в правом верхнем углу — это сумма, которую вы помогаете нам собирать на этот обычный вечер. Шоу, которое выходит только благодаря вам. С нами Лида, с нами Витебск с любовью, прям Анна прислала. Из Ирландии также Валерий каждый день нас приветствует. Привет вам, Валерий. С Катовиц и из Перми приветствуют Лодзь, нас. Стокгольм. Из Минску и из Менску. Ага. Харьков с нами. Ливерпуль. Манчестер. Манчестер, Хорошо. Ливерпуль, Яшчэ Менск. Вітанчик Сан-Франциско, давно не бачились, пише Макс. Так, давно. Вожик Патрыот Привет. піша: моя памяць пра вайну апаведае пра бабулі, пра немца ў хаце, партызанаў, якія трасуць за грудкі і патрабуюць усё неабходнае, немцы, якія падкормлівалі дзяцей, а таксама жнівы самалёты ў небе. Ты на О ударение не ставишь, аповеды, жниво. Ты что? Ты что? Не заставляй- Вот на что могу ударение поставить тут проще? Не заставляй Зенона Станиславовича ставить ударение на Пусть О. приходит, Не ставит. идет же Зенон Станиславович. Побаивается меня? Ну, еще бы. Городня на сувязи. Солигорск с нами, Менск. Что касается вот этого сообщения от Вожика Патриота, ну да, тоже, понимаешь, очень Были такие разговоры, разнообразные конечно. Боже, у меня вот семья классический пример. Мою прабабушку сожгли, да, в доме с детьми немцы сожгли. А по другой линии, значит, прабабушка моя рассказывала, как замечательно было. Как замечательно было под оккупацией. И как все стало вдруг чистенько. И как стали вдруг в магазинах появляться какие-то товары. Такие вот вещи. Точно так же, как и когда делили Беларусь между Польшей и Россией. Вот то же самое. Один прапрадед в Картуз-Березе сидел, другой прапрадед по ту сторону был. Ну, то есть... И самое печальное и обидное, что тебе говорят: нет, так не могло быть! Ты или с нами, сука, или ты предатель. Понимаешь? Ребят, то ну могло, в этом же и суть, что не черно-белое все. Ну вот, хотят упростить. Шмат Менску с нами, Тбилиси, Кипр, Лимассол, Гродненский, Копенгаген тоже на связи, Борисов, Городня, Солигорск. Нюрнберг, да, Тенерифе. Ну Это что, география, хорошо, да, география великая. Продолжайте писать, пожалуйста, в чат, используйте его по назначению, будем там с вами переговариваться. Ну и полетим. Но это, конечно, не мем недели, это мем десятилетия. Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад для россиян в Москве. Это, конечно, троллинг космического уровня. Так получилось впервые в истории программы «Обычный вечер», что один и тот же мем притащили ведущие. Но это как тут можно было просто это не притащить? Другого, да, быть не Великолепие. Но это, знаешь... я даже смотрела, когда комментировали, не пропагандисты, а Песков, еще кто-то из Кремля. Да они же сами ржут, потому что это... А Песков это... не... Песков... он с улыбочкой, усы-то улыбаются. Ну, видно, что поводили, так сказать. Конечно. Мы ждали, как это все, мы предполагали, да, что может быть, но такого... Опросы, собственно, создавали. Вы спрашивали у вас, действительно ли, кто сейчас решает, проводить парад в Москве или нет? Украина решает или Киев решает? Отвечает Владимир Зеленский. Да, Киев решает, проводить ли парад в Москве. Совершенно потрясающе. И тут аплодируем стоя. Это действительно гениальное решение. Вот что в Украине, так там понимаешь, с пиаром все. С коммуникациями все в норме. В порядке, абсолютно, да. И как восприняли эту новость? Я не знаю, показали Путину, не показали. Вот, Володь, можно. Судя по тому, как он опух, скорее всего, показали. От злости опух. Ну, такой уже, это, как шутят в комментариях, этот тип Путина ботоксный, знаете, такой, который все в филлерах, так даже на себе не хочется показывать. Хорошо, а что с коммуникациями про 9 мая, расскажешь? Конечно, с удовольствием. Давайте с этой темой начнем. Я чуть-чуть, так сказать, с неожиданной стороны зайду. Ну, давайте вот действительно, с историей вы сами разберетесь. Она очень сложная, многослойная. И в каких-то... Я не историк, может, Цыганков что подкинет. А
я хочу вот с какой стороны зайти. Значит, предлагаю я посмотреть на 9 мая как на народный праздник, потому что, лукашенковские идеологи, они же, как ты уже сказала, называют 9 мая именно праздником, не днем памяти, не днем скорби. Нет, праздник. Им в этот день радостно. А если радостно, надо что? Правильно, петь, танцевать, концерты. И приезжает сегодня к ним, к лукашистам в этот день, кто? Олег Газманов. И народ сам валом валит на площадь здесь, чтобы отпраздновать. Так, во всяком случае, это преподносят идеологи лукашистские. Вот, например, на Минск новости в эфире у политолога Вадима Елфимова председатель НИЦА партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова рассуждает вместе с ним про день 9 мая. Послушайте, что они говорят. Сначала Елфимов, потом Чемоданов. Как 1 мая, особенно 9 мая, День независимости нашей страны. Да. Собираются люди, простите, идеолога, но по идейным соображениям. Может, не каждый в этом признается, но каждый хочет прийти и отметить день, да, вот именно этот день своей страны, День Победы, да, День Победы труда и так далее, и так далее. И это не толпа собирается, это люди, единомышленники, как ты правильно отметил, да, собираются. Это прекрасное ощущение локтя, да, и единства какого-то, народного единства, и ощущение того, что нас не победить, что мы можем решить любые проблемы. Это не какая-то толпа, которая там просто собирается. Я бы сказала так, это не заранее написанный сценарий, да. В соответствии с которым мы приходим и выполняем все действия по сценарию. И есть определенным образом есть и режиссер, да, в этой истории. Скорее наоборот. Это то, что сохранилось на протяжении многих десятилетий. Это уже вошло в наш генофонд. Да, совершенно верно. Ой, тут много они всего наговорили, и в кинофонд вошло. Чемоданова говорит, что вот эти сборища на Победобесие, это сборище без какого-либо сценария, что вот какие-то другие сборища, они обязательно предполагают режиссера, а здесь как будто этого режиссера нет. Все это так замечательно звучит, да? Впрочем, как, знаешь, это называется? A few moments later. День преддверий Дня Победы мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни остановил коричневую чуму. Сценария нет. И режиссера нет тоже. Просто обрати внимание. Тут надо смотреть внимательно, ребят. Это все члены партии «Белая Русь», которую возглавляет Чемоданова. И, как мы видим, безо всякого сценария они в урочище Га это все было, зажгли пламя Победы. То есть приехали а там оркестр стоит случайно. Без сценария же и без режиссера. И певцы тоже. Шел человек, спой, а почему не спеть? Поет. Или, например, вот... девочки стояли, и тут фашисты мимо шли, взяли проволокой, их закрутили. Ужас. Бывает такое совпадение в белорусском... Бывает. Абсолютно никакого ни сценария, ни режиссера, ничего нет. И народ у них, видите ли, радостно на всю эту мракобесие уходит. Очень интересно, он сам туда ходит или его туда свозят? Угадай. Да, людям говорят, значит, завтра такое-то мероприятие, партия такая-то сдает. Хошь премию. Или не так. Хошь, лишим тебя премии. Вот. Тогда можешь не ходить. Мотивация, это знакомая. А ты хотел выходной там где-то, да, там где-то на майске. Хошь выходной или не хошь. То есть это все такое, знаешь, из области... Народ валит, так говорят идеологи, да, вот такими вот методами. Хорошо, окей, а как тогда люди, которые сотнями там пишут даже нам в комментах, что они уезжают подальше от этого мракобесия из города, да? Очень просто, это другой народ. И в конце... Ты народец? Народец. И в конце вот этого блока это просто закачаешься, будет картинка. Закачаешься по поводу тех, кто добровольно приходит и отмечает все эти мракобесные истории. То есть вот народ, который уезжает на праздники, потому что видеть не может эти все мракобесные праздники, вот это другой народ, это лишний, ненужный, змагарский народ. Как же выглядит реальная картина праздника, когда никаких режиссеров действительно и никаких сценаристов, а когда просто вот запускают по улицам города какой-то такой
милитаристский вайп. А вот так это выглядит. Мы показывали это в Гродно. Машина ездила с песнями каких-то военных лет. Вот. Обратите внимание на количество людей вокруг, которые, как пишет пропаганда, я цитирую, «Горожане с интересом встретили транспорт, останавливаясь, чтобы послушать знакомые мелодии». Ни одного человека нахрен, ни одного Эти горожане гродница. с нами сейчас в одном городе. Просто потрясающе. Поэтому, когда политолог Елфимов говорит, что все эти государственные, извините, быдлопати, так по-другому я не назову, вместо Дня памяти, вместо Дня скорби, когда он говорит, что все это уже вошло в генофонд, я все еще верю, что нет, не вошло. Вернее, в генофонд вошло. Но, например, словосочетание «каждый третий», каждый четвертый был, да, потом пересчитали «каждый третий». И это словосочетание никому не надо объяснять. Да? Когда мы его употребляем, никому не надо объяснять, о чем речь. Все понимают, о чем речь. В генофонде белорусском, наверное, я смею надеяться, верить, и некоторые факты это показывают. Там книжки Алексеевич, книжки Адамовича, книжки Быкова, да? Там фильмы вроде фильма Лема Климова «Иди и смотри», который тоже, по-моему, в Беларуси снимали, да? Беларусь фильм же, по-моему? Да, да. Вот. То есть в генофонде белорусском, еще раз возвращаюсь к каждому третьему, настоящая цена победы. Люди и не знают, победобесие. люди понимают, да, сколько потребовалось и жизней, и судеб для того, чтобы эта победа все-таки была. А горлопанить, вот это можем повторить, да, вот это под пошлые песенки Газманова. Не знаю, мне кажется, что нам скажут, ну, смотрите, пришли. Это либо российский турист, на мой вкус, потому что едут же туристы. Ну, такие. Нет, в смысле, а бюджетники тебе шутка какая-то? Либо согнанные, конкретно И согнанные. русские дома. Мы с редактором, знаешь, либо сидели... это вот с поломанным генофондом. Люди, которые, знаешь, вот Ольга Бондарева, прости, ну, есть такая. Ну, она конкретно человек русского дома. Да, ну, поломанный генофонд. Вот и все, третьего не дано. Тот, кто читал Алексеевич, например, книгу «У войны не женское лицо», ну, он не будет под Газманова петь его вонючие песни. Так мне кажется. Что ты хотел сказать? Или ходить с этим колорадским флагом. Абсолютно. Нет, мы просто как раз с редактором смотрели до эфира по всей Беларуси, ну как по всей, 3 города мы точно видели. Гродно, Могилев и Минск. Оля Бондарева и ее пишет о том, что бессмертный полк прошел. А мы-то помним, что вообще-то запретили. Визуально в идентике никакого слова про бессмертный полк не было. Просто вот пришли люди с этими колорадскими флагами, с российскими флагами и с флагом, который я даже сначала не опознала. Голубой, синий и красный, да. ЛНР. Да. А потом смотришь, на что ссылаются, откуда фотографии. Русский дом в Могилеве, русская организация. Ну все, это очевидно, кто эти люди. И та же Олечка Бондарева, я вот просто мед для моих ушей. Там было последнее вот видео, которое она только опубликовала, про то, что вот какое позорище. Участники бессмертного полка пытались раздать детям гвардейские ленты, никто не взял. На это, кстати, Гриша Озаренок отреагировал, знаешь? Нет. Там действительно какая-то ёбнутая на всю голову баба лезла с телефоном, снимала людей, а учителя поставили ей барьер. И Гриша с таким сожалением об этом писал, что типа вот скотина-провокаторша подставила сейчас теперь это на всех змагарских инфопомойках. Чего она подставила? Она проявила себя как, собственно, проявила настоящую свою сущность. Это женщина, да? Нет? Напоследок, Елфимов говорил о чувстве локтя на празднике. Вот 1 мая, 9 чувство локтя, да? Вот это когда приходишь. Я вспомнил, когда я последний раз чувствовал локти своих соседей, и мне было, как говорится, на кого положиться. Мне было безопасно, мне не было страшно. Вот когда это было. Вот это было чувство локтя. Там такое было чувство локтя, что еще приходилось толкаться, потому что места не хватало в городе для того, чтобы все желающие смогли выйти на эту площадь и на этот проспект. Вот это было чувство локтя, да? И гордости. И всего. И никто не сгонял, и никто не свозил, и никто не... А вот угрожать угрожали, а все равно выходили. Я вот вам, ребята, идеологи, хочу сказать, что вы пока... И даже не так. Чем больше вы озабочены тем,
чтобы заставить народ маршировать под вашими античеловеческими знаменами, тем дальше от вас правда о войне, тем меньше вы помните о цене победы 1945 года. И, не знаю, хотите верьте, хотите нет, мне кажется, это научная история такая. Не простит вам этого время и история, не простит. Все-таки придется отвечать. А насчет того, где белорусы, где они... Вот, В большинстве своем. В большинстве своем это совершенно потрясающе. Сегодня у Григория Озаренко случилась истерика, он даже репостнул. Значит, на онлайнере была вот такая публикация. Покажите, пожалуйста. Ну и там было написано про... Значит, Беларусь празднует День Победы, все такое. И обрати внимание на количество лайков. Я вижу. Григорий Озаренок обвел это количество лайков и написал... Ой, слушай, я забыл совершенно эту цитату взять. Ну, в смысле, я не скинул себе в сценарий. Сейчас, одну секунду, ребята. Это показательнейшая история. Гриша, значит, написал, что... Только не матерись, а вдруг дети смотрят. Не, там без мата, спокойно. Интересный народ у нас онлайнер читает. Цитата. Средний класс. Малыш. Это, как говорится, занавес. Да, мальчишка, да, нормальные люди читают онлайнер. Живут, хоть путешествуют. Что-то, да, хоть что-то, елки-палки, у них осталось из того, что можно читать. Ну, расстреляйте. Я понимаю, что после этого надо расстрелять онлайн. То есть люди зашли, онлайнер ничего ж не сделал. Они просто написали, что происходит в стране 9 мая. Вот празднуем там-то, там-то, салют там-то, там-то. Получи минус там 615 лайков, все. Кто виноват? Онлайнер. Поэтому, да, ожидаем расстрела всей редакции показательного. Ну, это, не знаю, меня это даже смешит. Нет, давай все-таки подниму эту табличку. Нет, не ожидаем никакого расстрела ни в какой редакции. Но это смешно. То есть пропагандисты такие, типа, ну вот, чувство локтя, весь народ в едином порыве. Уяк, минус 600 с чем-то лайков. Как это возможно? Гриш, как? Полетели дальше. Не знаю, знаешь ли ты, что в YouTube очень-очень популярен формат разбора всяких резонансных видео, которые взлетели, это сами просто разбираем. база. Мы и сами такое делали. Там пришла Маша Колесникова к Дудю, громкий инфоповод люди обсуждают, мы разбираем. Пришел Гриша Озаренок Собчак, грех было не разобрать. И вот, Константин, настал наш звездный час. Наше интервью с Олей Токарчук про русских в Беларуси стало очень популярным. Более 130 тысяч просмотров за 6 дней. Стало еще очень резонансным. Счет комментариям идет просто на 1000. Сами комментарии в обсуждении собрали под 1000 лайков. В общем, видео залетело, как говорят. Люди из Казахстана, из Украины, из стран Балтии, Грузии, Азербайджана, Армении, Чехии писали, собственно, практически слово в слово, что сказанное Олей Токарчук очень им знакомо, и что они рады, на самом деле, что белорусы наконец поняли, какую угрозу представляют русские, которые ведут себя в Беларуси как царьки, как дома, а не как в независимой Беларуси. Не, подожди, ты начала с разборов, нас разобрали? Да, нас разобрали. Смотри, какой видос нашла. Приветствую всех, с вами Андрей. Оленька Токарчук хайпанула на тему россиян в Беларуси и о том, что их нужно выгнать, и продолжает эту тему, этот инфоповод. И давайте посмотрим. У нее тут взяли интервью. Оказывается, она еще и блогер. А почему все называют, кстати, этого чувака, который сверху в очках, паук? Не знаю, напишите в комментариях. Спасибо. Господи, Почему боже. вы, сволочи, называете меня пауком? Я думаю, что это просто парня то какой-то Андрей, который Костя. В общем, он тебя просто, видимо, не знает и спутал тебя с Андреем Пауком. Слушай, по какому признаку? Вы белые мужчины в очках. А ты подготовилась, я смотрю. Еще тебя выбелило немножко, видишь, ты тут почти луналикий. Как не перепутать? Далее Андрей, мужчина в видео, не Андрей Паук, объясняет, что называть Беларусь-Белоруссией, что, так не нравится, в принципе, белорусам, ничего страшного, нормально. Не нравится, так он нормальный ничего. тип или нет? Нормально называть Беларусь, нормально. Ладно, ничего покажите мне. плохого в этом нет. Давайте кусочек посмотрим.
На русском так, на белорусском вот так. Так же, как и Молдова. Молдова на молдавском, румынском, /румынском, и Молдавия на русском. Но ущемленные и йододефицитные не понимают этого, как бы не понимают, что на разных языках страны звучат по-разному. Допустим, на немецком Франция не звучит «Франц» или как-то так, она звучит «Франкрайх» или Австрия «Остеррайх». Но я говорю, эти люди не совсем, как говорится, умные или у них кругозор очень узкий. Ну, Оленьке Токарчук, понятно, видно сразу, любой стоп-кадр, кругозор уменьшается в несколько раз. Коля Токарчук, молодой этот человек, очень неровно дышит. Он прям тянется к ней, смотрит ее видео, и заголовок построил вокруг Токарчук, и какие-то подколки в ее адрес постоянно выписывает. Но дальше больше. Пошли оскорбления. Мы видим желчь и злобу со стороны Оленьки Токарчук. Просто мужчины нету, мужа нету. Это тяжело переживается в страны. Человек и агрессивный человек. И поэтому муж с ней так и не остался, а развелся. В личной жизни ничего не получилось. Ну, в политической тоже. Блогер, ну, такой себе блогер на самом-то деле. Вот. Ну, жизнь не удалась. Поэтому человек такой вот и злой. Оленька Токарчук из-за того, что у нее проблемы с финансами, она пытается заработать на трассе, но у нее это плохо выходит, потому что спроса нет. Тут, надо признаться, сладкий этот пирожочек, Андрей меня разочаровал. Все-таки, ну, ты мальчик уже взрослый. Кажется, хватит уже дергать за косички девочек, которые тебе нравятся. Ну, как-то... ну, скажи прям, ну, нравится тебе Оля? Он сказал про стоп-кадр, когда говорит, вот, любой стоп-кадр, кругозор сразу понятен. Эх, Андрей! Короче, Андрей этот за последние 7 дней выпустил аж 4 видео про Олю Токарчук. Никто больше в Ютубе, кроме самой Оли Токарчук, не выпускает так много видео про Олю Токарчук. И если допустить мысль, что Оле все-таки не нравится Андрею, то, Андрей, записывать про Олю видео на таком сопротивлении тоже что-то, понимаешь, нездоровое, хочется признаться. Чем дольше я смотрела разбор наш... Слушай, ты вот серьезно смотрел, да, все это? А что мне поделать? Что мне делать? Тем больше подозрительных замечаний от Андрея стало замечать. Оказывается, Андрей за Лукашенко. Но почему-то у Оленьки Токарчук вот это... Русский во всем виноват именно сейчас пошло. Никогда вроде не было проблем, и белоруса от русского не отличить. Огромное количество граждан России как бы уважают Лукашенко и считают, что он один из лучших. И русские всегда говорили, что и не только русские, все белорусы, напишите в комментариях, так ли это на самом деле. Белорусы, напишите в комментариях, кому же тут обращается Андрей? К тем самым 3% поддержки Лукашенко, даже если, окей, не 3, но там... к 30%, но 2/3 белорусов могут же написать все-таки ему, что русские сколько угодно могут уважать Лукашенко, лучше бы и забрали его к себе. Какое это к нам имеет отношение, Андрей? Хорошо, Андрей спалился на поддержке Лукашенко. Давай посмотрим еще дальше немножко. Губерния, да, то есть... Кто-то говорил, пожалуйста, приведите доказательства этих слов. Ну, там могут какие-то неадекваты нести вот это все. По просьбе Андрея. Губернию? Да. Хочется показать неадеквата. Единственное, знаешь, что я, возможно, загрузила ли я этот кадр, могла пропустить. Просто ты помнишь, кто говорил про губернию? Якубович говорил. Лукашенко. Сам Была цитата, да, где Лукашенко говорил, что вот сделать Беларусь там какой-то там вот 60-й, 90-й губернии РФ, он в газете «Коммерсант», да, по его словам. Мол, Беларусь предлагают стать 90-й губернией России, и что никаким северо-западным или северо-восточным краем любого государства мы не будем, это прямая цитата. Ну, хоть Лукашенко отнекивается, целует пяточки монарха своего любимого и орден, когда Москва вручает ему этот орден. Как редактор сможет все-таки показать, интересно. Да, все-таки факт-чекинг. Андрей же любит проверять факты. Вот факт, пожалуйста. Газета «Коммерсант», Лукашенко, целующий орден, он говорит губерния. Оль не выдумала это все, а вы просто не умеете проверять. Получается, Андрей и этого не знал. Ну, так себе факт-чекер. И все бы хорошо, но тут он решил доколебаться до меня. Фатальная ошибка, Андрей. Не были никогда руководителями каких-то больших театров в России, ни Москва, ни Петербург, а губернские какие-то второсортные...
Вопрос. Эта ведущая знает, что губернии уже давно не существует, а существуют какие-то областные театры, не знаю, какие-то области и областные, наверное, театры существуют вот так вот. Губерния, она осталась еще в Российской империи, походу. Я не осталась в Российской империи, Андрей. Специально для тебя, крошка, я попросила искусственный интеллект рассудить нас. Пишу чатику. Назови театры России со словом «губернский» в названии. Запиши в столбик для Андрея. Оказывается, сюрприз, они существуют. Даже искусственный интеллект стал чуть-чуть издеваться над Андреем. Спрашивает, Андрею нужно просто название или подсказать, где они находятся и какой у них репертуар? Слушай, это смешно настолько, что зачем доколупливаться к фигуре речи? Это же, это так что ему делать? Фигура речи, мало ли, боже. Как видим, Андрей в целом не вывозит уровень дискуссии, что уж говорить про тему разговора с Олей Токарчук, про русских, которые ведут себя в Беларуси, как дома. Там на улице сидели, что-то пивко попивали. Я русский, я русский. Кстати, этот в метро, который тоже кричал, что я русский. Из Смоленска. Из Смоленска, да. Если они себя плохо вели, я вижу, что их арестовали, заковали в наручники. Они, наверное, пьяные были. Их и задержали. Любой вменяемый нормальный русский, он добровольно не будет орать, что он русский. Так вот, я к вопросу возвращаюсь. Кричать, на улице, в другой стране, такое странное поведение, еще и бухие. Зачем? Их и арестовали. Минусы. В Беларуси работает закон. Логично. Тот, кто себя плохо ведет, дебоширит, он будет арестован. Хочется напомнить, что был один человек, который однажды дебоширил на улицах. Что-то его не арестовывают. Напомните такого дебошира? Ходил с оружием по городу, что вообще-то запрещено. Зато очередной срок отмотал тогда правозащитник Олесь Беляцкий, да? Хотя Андрей вряд ли знает нашего Нобелевского лауреата, несколько раз отсидевшего в лукашенковской тюрьме. И есть понятная причина, почему у Андрея так много пробелов в знании о Беларуси. А про коммуналочку она хочет рассказать? Сколько стоит коммуналочка в Европе? Даже в Молдове я плачу за коммунальное, если взять все расчеты, особенно в отопительный сезон, где-то евро 400 плачу. 400 евро плачу. Прекрасно, да? Карты вскрыты. Андрей Раецкий, вот этот пирожочек, пропагандист из Молдовы. Гражданин Молдовы является частью сети так называемых Z-каналов и военно-патриотических блогеров. Раецкий регулярно обменивается информацией, ссылается на данные и участвует в совместных обсуждениях с такими фигурами, как Юрий Подоляк, Михаил Ануфриенко. Я просто в сортах этих не очень разбираюсь, поэтому перечисляю. И другими пропагандистами, поддерживающих официальную линию Москвы и Минска. Это та самая мягкая сила, которую в Молдове пытаются использовать русские. Это все вы знаете прекрасно. Причем, знаешь, он такой озаренок для молодежи, типа интеллигент. Такие ужимочки, такой чуть-чуть солярий, даже голова помытая, так прям обаяшка. Смотрит из-под лоби, щенячий взгляд, этот такой, и из Европы. А сам? Я тоже считаю себя русским. Потому что во мне и течет русская кровь, Это логично, хоть я и не родился в России. Я повторюсь, 20 миллионов русских и русскоязычных находятся за пределами Российской Федерации. Вот так вот. И у каждого из них есть свое мнение, свое понимание. Многие тяготеют к России. То есть в разборе интервью Токарчук, чувак из Молдовы, Z-пропагандист, считающий себя русским, объясняет нам, белорусам, что мы неправильно высказываемся и думаем о русских в Беларуси. Серьезно? Я вообще не понимаю. Реально? Какой... Может, Слушай, дружочек, может, белорусы как-нибудь сами разберутся? Может, мы сами разберемся, что думать нам про русских? Обойдемся как-то без разрешения русских, на разрешение мнения о русских. Поменяй, переключись, поставь себя на его место. Ты сидишь в Молдове. Да, опустим, мы понимаем контекст, мы понимаем, кто это такой. Но просто ты сидишь, ты живешь в Молдове, тебя заботит Молдова. Белоруска дает интервью белорусскому каналу, где рассказывает о том, как она относится к русским. В Беларуси. Кто в Беларуси? Как белорусы относятся... становится первым на защиту русского мира? Молдаванин, конечно. Тут важно не перепутать, да? Ребята, сейчас к нашим зрителям обращаюсь. Самое важное. Он русский, это... Хуюский. Самое важное. Он такой русский, чернобровый, персонаж, сбежавший из фильма «Кустурицы», русский. Значит, самое важное — не судить по
этому Андрею, Абсолютно. вот о жителях Молдовы. Прекрасная Нет, страна, нет, нет. прекрасные люди. И Которые знают, что такое голосование, и голосуют сейчас в нормально. парламенте запретили нахрен русский язык. Так, на секундочку, знаешь? Да, Законодательно, слышу. да. Но знаешь, Костя, все-таки у меня есть один любимый момент в разборе от Андрея, и это доказательство того, что наша мягкая сила и нативная реклама работает. Давай. Записывайтесь уже сейчас. Курс называется «Кризисные коммуникации в бизнесе» от школы экономики и бизнеса Байсеп. Реклама. Все. Прекрасные ребята сидят за границей, там знают, что происходит в Беларуси, сидя за границей. Прекрасно, великолепно. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Аня, подобайку. Где? Если вам, дорогие друзья, если вашему бизнесу нужна реклама, обращайтесь. Мало того, что более 130 тысяч просмотров рекламной интеграции у школы бизнеса и экономики Байсеп только за счет нашего интервью с Ольгой Токарчук, так еще и Андрей добавил свои несчастные 8 тысяч просмотров. Ну круто же, круто. Нет, это очень здорово. А 8 тысяч просмотров, да, только? У него, да. Ну, Да, и то мы добавили. Вот, но, не знаю, заплатила ли школа экономики за рекламу у него на стриме. Ну, в общем, это бонус. Это бонус, да. Привет, Байсеп. Открывайтесь в Кишиневе. Все, давай. Все у тебя? Да, Любимый здесь, да. момент. Давай дальше тогда расскажу про... Опять в Беларусь. Вернемся. Слушай, нам вчера написали в эфир, помнишь, не помнишь, человек из Гродно, зритель из Гродно, что совсем с ума сошли большевики там со своим благоустройством. И там большущий скандал в Гродно. Я полез ковыряться в теме, оказалось, что она действительно очень больная для гродненцев, больная прямо сейчас. В чем дело? Дело в том, что там сейчас благоустраивают, реконструируют, благоустраивают, так это называют, знаменитый сквер Дарвина, такой на пригорочке. Вот что пишет одна из пользовательниц ТикТока. Я сейчас процитирую. Ну, у нас видео есть, она вот снимает, а я цитирую. То, что она написала в ТикТоке, именно текстом. Реконструируют вторую часть сквера на Дарвина в Гродно, вырубили часть деревьев, причем редкие белые акации, совершенно здоровые. Кусты тоже все убирают, был красивый зеленый сквер, сейчас будет как везде в городе. Какой-то плац, ну, в смысле, она ошиблась, опечаталась, пляц, палац, из плитки и плац. Ну, я поняла, плац из да. плитки и совершенно без зелени. Может, еще и арки с искусственными цветами поставить, как на Советской улице. Красота. И хотят, чтобы люди приезжали неоднократно. А ведь вся атмосфера Гродно, за что ее туристы любят, и была в зелени, в спокойствии. Сейчас еще ларьков понаставят. Будет не только визуальный колхоз, а колхозный рынок вместо спокойного отдыха. По полгода, пишет пользователь ТикТока Гродненко, жильцы домов борются за сквер, власти обещают одно даже в письменных ответах, а потом делают совершенно другое. Зачем? Чтобы вызвать недовольство властью у людей. А Александр Григорьевич знает, что творится в Гродно? Задает справедливый вопрос Гродненко. Проект нарисовал один человек, без общественного обсуждения его реализуют, при том, что просили в обращении вынести на общественное обсуждение. Вредительство, может, это? Пожалуйста, сделайте репост и так далее, так далее, так далее. Вот. Но в комментах, вот такие были комменты, нормально все будет, положат плитку, посадят новые деревья и кусты. Так вот ей ответили, да? Там еще есть какой-то комментик? Нет? Если нет, пойдем дальше тогда. Дальше больше. Я полез копаться в вопросе, выяснил, что ситуация усугубляется еще и тем, что в этом сквере Дарвина, помимо того, что его там разворотили и так далее, там еще хотят открыть совершенно неподходящее для этого место кафе. И вот есть такой Гродно My Love, страничка такая в Тредсе, и вот что они пишут, например, да, в сквере, на улице Дарвина строят кофейню. Там, короче, суть, я быстренько разъясню. Там суть в том, что есть уже кофейня одна. Так. Есть. И из этой кофейни, она давно Какая-то уже модная. функционирует. А? Модная какая-то там. Какая-то вот, ну, типа новая должна быть. Она давно уже функционирует. Там как, понимаешь, сквер Дарвина, там, чтобы ты понимала, дома, вот как бы такой вот скверик и вид красивый очень. То есть, как бы, да. И вот есть уже кафешка одна, и сейчас собираются вот вторую открыть, и она будет прямо чуть ли не в этом сквере стоять, и вид из той старой кафешки, которую любят гродненцы, он будет прям вот в эту кафешку, которую сейчас строят новую, да. Там люди писали про туалеты, интересно, а как они собираются коммуникации подвести, типа вот любопытно, что они будут делать. Тогда. В общем, короче говоря, тема очень больная, потому что, ну, сквер Дарвин, я не гродненец, но я допускаю, и как бы на основе того, что я читаю в комментариях, что это
важное место для жителей Гродно. Вы в комменты мне напишите. Да, гродненцы, пишите, поправьте, ребята из если я не Гродно. прав. Важное место и настолько важная и больная тема, что пришлось ситуацию комментировать даже самому Караеву. О. А это губер Гродненской области, и он пытается же быть народным. То есть он же всегда такой в ТикТоке. Только иногда ездит в автомобиле с белым кожаным свой салоном. аккаунт. Это подробности, это мелочь. Вот. Давайте посмотрим теперь видео с Караевым, как он объясняет всю эту ситуацию. Каждое слово важно. Посмотрите, что творят власти Гродно. Они устроили сквер. Город закатают в бетонный плац. Меня радует, что это острейшая тема для наших горожан. Думаю, слава богу, значит, все остальное у нас все в порядке, раз это стало острейшей темой. Ну, посмотрите, вот за моей спиной этот самый сквер Дарвина выровняли, облагородили площадку, сделали ее очень по-современному. И там стали прогуливаться люди. Я думаю, станет излюбленным местом прогулки горожан. Там прекрасная кофейня. И вот было принято решение еще одну кофейню поставить. Ну, пусть будет у них конкуренция, а для людей пусть будет больше места, где вкусный кофе попить. У нас в стране никто к зеленым насаждениям не прикоснется. Только вот кусты, сорняки можно самим вырубать. Да. А если это уже дерево, вырубаются только старые больные деревья. Очень уже такие с историей, скажем так, или опасные. И обязательно, даже вот на уровне показателей следиться. Там 5 вырубили, 10 посадите. Поэтому, ну, неправда, когда говорят, что город Гродно не зеленый, его озеленением не занимаются. Ну вот есть Караев, чиновник, губер, а есть Гродно Лайв, такое издание, которое, что называется, от сахи, от земли. Вот оно посмотрело ТикТок другой гродненки, другой пользовательницы этой соцсети, который тоже рассказывает про этот самый сквер Дарвина. Татьяна ее зовут. Давай, тут гораздо больше, и тут надо именно смотреть. Да, видео длинное, но без него мы дальше не продолжим разговор. То есть вот запомнили Караев, теперь, внимание, ТикТок Татьяны. Вот так красиво у нас было в сквере на улице Дарвина. Сейчас вырубают дома, все понимаешь? кусты. И будет вот так. Машины, дорога и сквер. Лысо и пусто. Посадят нам такие же чахлые деревья, как на первой части сквера. Тут надо понимать, что эти Вот кусты как красиво выкорчевываются. То есть это... Да, это видно, да. Ужасно. Вот картинка какая. Понятно? Лысина будет. Да. И она говорит, когда Караев там, мы обсуждали, ей в комментах тоже здесь накинули. рос Вот давай дубок послушаем. и сосна. Ничего не осталось. Наверное, видно, они опасные некрасиво были, здесь старые. смотрятся. Старые, опасные. Радиоактивные. О, да. Из Гомеля привезли. Садили в 86-м году. Так получилось. Невкусно и грустно. И она говорит потом про то, что, типа, ребята, какой абсурд. Покажите коммент, который ей написали. Сами же хотели красоту. Интересное понимание красоты у Валерия. Дальше отвечают, что значит, сами бред не пишите. Короче, там вот этот, как это называется, разгон, что, типа... Да, вы сами хотели, вы просили, мы придумали проект, вы за него проголосовали. Какой-то там ссылаются на какие-то... Да, за президента вы тоже проголосовали. Да, опросы в интернете, какую-то чухню. Там... И, естественно, таким комментаторам местные насыпают. Да? Ну, вот, можете сами почитать. Местные насыпают. Короче, что мы имеем на сию секунду? То есть еще ж пока реконструкция не завершена. С одной стороны, это Караев, который говорит, все нормально, кафешка для конкуренции, чтобы людям было больше, где попить кофе, поссать, посрать и так далее. Есть люди, которые говорят, ребят, ну, блин, может быть, и надо было бы как-то его реконструировать, этот сквер, еще... Ну, не так! Может, не надо в бетон все закатывать, как помнишь, Андрей из Robin Architects говорил, да, и брусчатку закатать в бетон, и кусты эти старые, наверное, были. Ну, короче, большевистскими этими методами. То есть Караев — это никакой чрезвычайщины. Люди говорят, это чрезвычайная обстановка. Ты знаешь, обстановка какая? Прокуратура вопросом этим интересуется. Прокуратура заинтересовалась этим вопросом. То
То есть понятно, что Караев либо в доле. Ну, короче, непростая кофейня, мне кажется, появится очень непростая там, да? кофейня. Да? Не знаю. Ну, то есть я не знаю. Бабки на озеленение выделяются, скорее всего. Где они, эти бабки? Где, собственно, само озеленение? Вот. Куча вопросов. Куча. А суть конфликта, просто если уж так резюмировать, заключается в том, что они все равно сделают так, как им там наверху виднее. Правильно? Они это сделают. Как выгодно, как... Да. И вся эта история рассказывает нам об одном. Вот что бывает, когда управленец, это не управленец, который выбран людьми, который профессионал. Который знает, что срок его ограничен власти, да? Да. Вообще нет. А это тот, которого назначают, это силовик, это бандит, да? То есть его жизненная философия, как бы она как работает. Как сделать правильно, я хз, но если будут недовольны, я закатаю вас в асфальт. В бетон вас всех. Все, вот. Как говорится, поздравляю, гродницы, вы получили великолепного руководителя. Не поздравляю гродницев, очень жаль, что так происходит. Вот и все люди благодарят, что взяли эту тему, благодарят, что освещаем. Ну, это, честно, очень жаль. Особенно, когда спиливают деревья, для меня вообще какая-то боль. Да, лысые эти, газоны дурацкие и еще одна кафешка вместо красивого. Ну, красивый же был этот кустик. Красиво. Красиво. Ну, что ж, озеленяйте квартиры свои, пока еще разрешено. Это пока. Цвет хотя бы разрешен. Вот это важная история. Да? Ладно, в общем, я же желаю гродницам держаться. И, может быть, знаете, они там... Ну, а вдруг все-таки, конечно, мало надежды, но а вдруг они действительно... вдруг Караев прав. Про него же говорили раньше, что нормальный мужик. Не знаю. Я бы не верила таким разговорам. Он там каким-то единоборством занимался, и про него говорили люди, что типа нормальный такой прям... Путин тоже единоборствами занимался. Ну, он типа человек слова такой, если что, поможет и так далее, но... Так это, может быть, на своих распространяется. Вот кто-то пришел к нему и говорит: Караев обещал, помогай, дай кафешку построить. Ну, эти хасины. Черт его знает. Человек слова. Не знаю. Человек слова. Ладно, гродницы, удачи. Держитесь. Ох, какую тему я принесла горячую. Простить ли измену? Две известные белорусские зарубились. Но это гораздо больше, поверьте, и гораздо глубже, чем просто светские сплетни. Итак, Наталья Подольская назвала умение прощать измены женской мудростью в интервью бывшей ведущей шоу «Давай поженимся» Василисе Володиной. Давай послушаем. Знаете, мне 20 мая исполняется 44 года, и мой взгляд на измену совершенно сейчас другой. Я не переживала этот ужас и кошмар, но, как мне кажется, если бы, не дай бог, гипотетически вот с моими близкими кем-то такое произошло, и муж бы пал на колени, или жена сказала: я вообще не знаю, что со мной случилось, прости, ради бога. Мне кажется, такое можно простить, но это вопрос принятия собственного решения для себя. Я просто аплодировала стоя, я приведу пример. Когда случилась некрасивая ситуация с Наташей Королевой и Тарзаном, она его просто... окутала, да, внимание? Окутала, поддержала, она не дала ему утонуть в грязи. И как будто бы ничего и не было. Вот это меня восхитило. Я считаю, что это, во-первых, очень сильный поступок. Она его окутала. Очень надежного, по-настоящему родного человека. Ей ответила Рита Дакота, тоже белорусская певица, пережившая как-то громкий скандал с Владом Соколовским, тоже выпускником «Фабрики звезд», который ей изменял, и достаточно резко ответила, что от таких мужчин нужно уходить, а не оправдывать это их природой. Девчонки, я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Я могу лишь поделиться своим опытом и говорить с вами на языке своих ценностей, потому что такой опыт у меня, к сожалению, есть. Я была в браке с человеком, который ко мне ужасно относился, который мне изменял, и из этого брака я убежала с грудным ребенком на руках. По сей день считаю, что это был лучший выбор в моей жизни. И сейчас более 7 лет я в отношениях со своим мужем, и это совершенно другой сорт мужчины. Он нравственный, добрый, чуткий, порядочный, верный. Он скорее ногу себе отгрызет, чем меня обидит. И мне искренне кажется, что идея окутывать, поддерживать мужчину, который тебя изменяет, вместо того, чтобы уходить от него, эта идея провальная. Это опасно для ментального здоровья женщины. Я в этом убеждена. Опять же, повторюсь, это мои ценности. Я в этом убеждена. И сейчас вот я хочу немножечко поделиться мыслями, почему.
Рита делится мыслями, мне кажется, все очень корректно раскладывает. Измена — это не ошибка, это не сложный период, в котором мне надо мудро окутать и поддержать. Это осознанный выбор взрослого человека предать меня, зная, как невыносимо больно мне будет, зная, что цена, которую придется за это заплатить, это мое разбитое сердце, это наша с ним связь, доверие, уважение, а часто и дети, их будущее в неполной семье, их разбитое сердце и будущие ментальные проблемы. И мужчина в момент измены осознанно решает заплатить мной, потому что чего он хочет в моменте, для него важнее меня. Еще один скрин здесь. Прощение измены стирает границы того, что для меня недопустимо. И выбором терпеть, входить в положение, оправдывать, окутывать. Я меняю свой уровень нормы на новый, где со мной так можно. Она несколько раз сказала про ценности, и мне это очень понравилось. В общем, она настолько, мне кажется, так четенько и грамотно все разложила, что русские блогеры перешли на оскорбление в ее сторону. Правда, чуть-чуть промахнулись. Сейчас там будет видео. Секунду. Разумеется, по классике он сказал, что мы все изменяем, все люди изменяют. Просто кто-то любимому человеку, имея в виду себя, наверное, а кто-то, желая, наверное, уколоть этим меня, не знаю, к чему это было, родине нашей. У нас разные родины. Я белорусская, это было мимо. Не знаю, ты хотел меня этим обидеть, задеть, меня это не обижает. Это хорошо. Так вот, девочки, что я хотела сказать, не ведитесь на эту чушь, пожалуйста, не верьте, что изменяют все, что это абсолютная норма. Нам продают мужчины идею, что изменяют все, что это норма, но это неправда. Это неправда. Я живу в мире, где мой мужчина не изменяет. Он меня сейчас носит будет на руках, вообще обожает внезапно, меня, обожает не моего про ребенка, измены, все для меня можно делает. выключать, Мы с ним живем она душа. в целом. Если что, можно у Риты посмотреть, есть сохраненных. Для меня, я зацепилась за слово ценности, что она несколько раз, у меня такие ценности, для меня такие нормы. И я подумала, очень вообще-то символично, что они обе белорусские. Ценности. И Подольская, что ли? Подольская тоже белорусская. Ценности, правда, разные. Вот Наталья Подольская, родом из Могилева, давно живет, работает в российском шоу-бизнесе. Ее публичный образ, она такая, это семья, тредвайф, такая традиционная жена Владимира Преснякова, аккуратность, не выносить ссор из избы. Она встроена в большой российский телевизионный мир. Рита Дакота, тоже белоруска, тоже делала карьеру достаточно успешную в России, но в 2020-м поддержала белорусский протест после начала войны. Осудила, не смогла молчать, уехала, потеряла огромную часть карьеры, огромные просто доходы, но сохранила то, что в таких историях часто дороже гонораров, право смотреть на себя без отвращения. И где-то в этот момент редакция поняла наша, что подождите, это вообще не просто спор двух певиц. Это вообще не про измены на самом деле. Это буквально две политические программы. Программа номер 1. Потерпеть, простить, окутать, перевернуть страницу. Посмотри, что втирают российским женщинам прямо сейчас как норму. Вот такой заголовок, например. Супруга сыграет решающую роль. Милонов оценил призыв не уходить от бойцов СВО из-за побоев. Потерпи. Мужчины такие. Сохрани семью. Еще один заголовок. Ведущий Карнаухов призвал жен, вернувшихся со СВО военных, терпеть побои. Не выноси ссор из избы, будь выше этого, будь мудрее. Да еще один заголовок. Женам участников войны еще тоже. Целовать им ноги, про все прощать, будь мудрее, не разрушай семью любой ценой. Что это там такой нарративчик сейчас, это факт. Так, это Подольская буквально об этом говорит. Окутать. Вот я восхищаюсь женщинами, которые окутывают. Программа номер 2 — это то, что говорит Рита Дакота. Собирай вещи, взяла ребенка, ушла, не потеряла себя, не потеряла свои принципы, не предала себя в том числе. Если бьет, значит бьет, грубо говоря, говорит вот Рита Дакота. Если изменяет, значит изменяет. Если врет, значит врет. Если государство насилует общество, это не сложные времена, потерпите, пожалуйста. Это насилие, надо называть это своими именами. И уходить от насилия не предательство, говорит Рита, это спасение. И это, мне кажется, очень белорусский сюжет, потому что белорусам ведь тоже последние годы постоянно предлагают вот эту именно женскую мудрость в политике. Ну, потерпите, ну не сейчас, ну не надо так радикально. Ну да, посадили, ну да, избили, ну да, пытали, да, диктатура, ну зато мир. Ну зато семья, зато порядок. Ну переверните вы уже долбаную эту страницу. Только вот люди, которые предлагают нам перевернуть вот эту вот страницу, почему-то всегда имеют в виду не ту страницу, где там написаны наши травмы, а ту страницу, где написаны их преступления. Вот в чем дело. Вот, и для меня поэтому этот спор Дакоты и Подольской — это вообще не спор про семейную психологию. Это спор про то, как человек
вообще должен жить рядом с властью, с партнером, с системой, которая вот тебе день за днем говорит: да, я тебя раню, да, но ты докажешь, что ты мудрая. Потерпи. Ну, слушай, мне кажется, очень все равно разные темы. Я понимаю твою не аналогию, как это правильно сказать? Аллегорию. Не аллегория. Это когда проекцию, да, ты накладываешь одно на другое. Это они абсолютно, то есть они совпадает. Говорят это своими словами. Это для меня то же самое. Но что касается измены, как таковой, в принципе, измены, если говорить, вот вклиниться в спор между этими двумя, блин, ну мне кажется, это настолько тупо все. Что ты имеешь в виду? Тупой спор. Ну, потому что что такое измена, вот скажи мне, Марина? Это нарушение договоренностей. Вот и все. Вот и все. А договоренности, они могут быть общими для всех? Ты имеешь в виду государственные? Нет, ну, общечеловеческие какие-то договоренности. Мы знаем, что изменять это плохо. Все, точка. А дальше мы говорим, там, можно простить, нельзя простить, надо окутывать, не надо окутывать. Есть договоренности внутри семьи, я не знаю, между двумя. Хотелось бы, чтобы были договоренности. Просто в большинстве у семей нет же договоренностей. Люди просто... Ну, вот конечно. есть такой общественный договор. По общественному договору брак — это такая, наверное, все-таки эксклюзивная история. Ну, вот по тому, что сейчас, например, есть в Беларуси, брак — это вот муж и жена, это верность, это семья, это доверие. Даже если не проговаривают внутри отношений, хотя я за то, чтобы проговаривать как раз, да, что для нас любовь, что для нас измена. Потому что, оказывается, люди совсем по-разному к этому относятся. Об этом и Но речь. люди не проговаривают это. И когда люди не проговаривают это, а есть общественный договор, что брак — это, ну вот ячейка общества, где муж, жена, и мы не изменяем друг другу, и изменой является предательство, там, не знаю, поцелуй, половой акт, отношения на стороне. Ну что, наверное, все-таки, как бы, да, я понимаю, почему измена порицается, да, потому что это нарушение договоренностей. Если мы не проговорили, то это нарушение договоренности общественного вот этого порядка. Я к тому, что довольно трудно проговорить что-то вот прям юридически, да, так, де юре, довольно трудно проговорить что-то на уровне, когда речь идет об уровне чувственном, чувств. Ну, вот представь, мы с тобой поженились, садимся мы, и я говорю: Марин, то есть нам не просто хорошо, нет, это пример, а не сарказм, нам не просто хорошо. У меня нет таблички «пример». Подожди, вот нам хорошо, вот мы, там, я не знаю, провели медовый месяц, где-то там, вот мы только что... Значит, мы стоим, покуриваем на балкончике с видом на Средиземное море. Я говорю: Марин, послушай, а что для тебя измена? Давай договоримся на берегу. Я могу слюни пускать по каким-то там... Могу я влюбиться? Я ничего, ни поцелуев, ни секса, ничего. Но я влюбиться могу. Или наоборот, мне лучше заказать какую-нибудь женщину легкого поведения, когда мне совсем захочется, а ты мне будешь 25 лет подряд отказывать. Вот, ну это же тупой разговор, это совершенно идиотский разговор. Почему? Договориться, что такое измена в отношениях. Потому что это потрясающий разговор. Это Напишите очень... в комментах. Слушайте, у нас каждый второй брак в Беларуси заканчивается разводом, потому что люди не договорились на берегу, что для них отношения внутри, как они видят партнерство, как они хотят распределять домашние обязанности. Это не именно вопрос, когда речь касается любви, это невозможно оформить в какие-то... Очень даже возможно. Любовь нельзя оформить. Нет, невозможно. Любовь нельзя оформить, а договоренности можно оформить. Можно договориться на берегу. Когда я влюблен в человека, самое последнее, о чем мне захочется с ним разговаривать, это давай мы с тобой придем к общему. Знаете, что такое для нас измена? Я не думаю об этом сейчас. А надо. Еще раз, именно поэтому такое количество разводов. Именно поэтому. Надо, значит, потому что люди не договариваются. Брак — это не... Влюбленность хорошо, но когда ты решаешься на такой шаг, как брак, на отношения с человеком, на партнерство, это обязательство. Это не только романтика. Я беру обязательства за эти отношения. Это моя ответственность. Марин, Именно потому, что люди не берут ответственность только романтическую. Но ты не можешь основываться только на романтике. Романтика уходит, чувства притупляются. И дальше остаются ценности, остается рамка. Мы договорились на берегу, у нас такие ценности. Я считаю, что измена — это исключительно физический контакт, поцелуй или секс. Да? Мы договорились, да? То есть этого быть не должно. Проходит 10 лет, ты приходишь, говоришь: я поцеловалась, все, расходимся.
Нет, дальше вы... Не расходитесь, потому что у меня поменялось представление об измене. Ну так вы разговариваете в этот момент. Я не могу каждый день с тобой Еще разговаривать, давай приходить с работы и говорить, садись, Маринка, поужинаем. Ну, что сегодня для тебя измена? Ну нет, это бред. Я не предлагаю тебе каждый день говорить об изменах в отношениях. Я предлагаю людям вообще договориться, как они в отношениях видят себя, партнера, что для них есть честность, что для них есть, на каких ценностях они строят. Да, это все звучит как бы скучно, но на самом деле вот в этот момент люди по-настоящему глубоко входят в отношения, осознанно, не прыгнув со скалы, разбежавшись. Ты пытаешься сейчас взять и перечеркнуть то, что люди тысячелетиями, над чем люди тысячелетиями думали. И до сих пор жива еще литература, до сих пор живо кино, любой вид искусства. Только потому, что нет, слава богу, однозначных никаких ответов. И привести это все в рамку даже между двумя в одной паре, это невозможно. Люди просто очень долго романтизировали пиздострадание. Я прошу прощения за это слово. Мне очень стыдно сейчас за то, что я произнесла это слово. Но реально долго романтизировали, измены романтизировали. И в кинематографе, и в литературе. Вместо того, чтобы научить людей вообще-то серьезно относиться к семье. Серьезно относиться. Мне кажется, мы бы вообще совершенно... не было бы такого кризиса института брака. Ну а что значит серьезно? Прости, у тебя 3 мужей было? Да, ты не один фиктивный. Ты несерьезно относилась к браку? Или они несерьезно? Кто из вас? У меня разговор был о вот именно рамке брака, только вот в последний мой брак, который был, я очень серьезно относилась, мы все проговорили. Но все равно сложилось так, как сложилось. Нет, просто как бы вот как раз-таки за счет того, что рамка была обозначена и рамка была нарушена, можно было понимать, что это конец. Вот, ну да ладно, не хочу поговорить про своих бывших мужей, это не об этом. Важное. Когда мы спорим вот на эти темы, тут надо говорить про себя. Я как раз-таки про себя, я для себя понимаю, что я в следующий раз в отношения вступлю только после того, как мы проговорим и договоримся обо всех полутонах. Никакого больше, разбежавшись, прыгну со скалы, волосы назад. Мне это все очень близко. Я женщина очень драматичная. Вот сейчас Катя Раецкая в чате, она может всем рассказать, насколько я драматичный театр вообще. Я очень это все люблю. Но я так больше не поступлю с собой. Нет. Мы должны это проговаривать. Это нормально. Потому что это ответ, это не просто волосы назад, это ответственность. Ты в меня? Посмотрим, как ты это проговоришь. Все, ладно, пойдем. Поехали. Ну что, зовем гостика наша. Віталь Циганко, один з заснавальнікаў першага незалежнага інфармацыйнага агентства «Белапан», один з лепшых палітычных аналітыкаў. Добрый вечер. Моцную руку. Мікрафона. Нормально. Так, все. А як так сесці, каб мне было зручна і мікрафону зручна? Так, вы его можете штурхать, каб вам было зручна. Правила радыйныя ёсць, каб ён ён был накіраваны і голас мой было чуваць. І трохи ближе до яго. Ну добре. Не поворачиваться. Слухайте, что? Я сподіваюся, вы эту тему закончили. Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, как там у Высоцкого, про Сигдом. Может, давайте про Лукашенко и Путина. Так, человечьих этой темы не ваши, это для людей, нет, не для политических аналитиков. Мы сюда вас запросили увогуле. Как человека. Ну, откуда? Что я могу ведать про это? Где ваше кольцо? Кольцо лежит дома. Можно домовиться про здраду? Не, ідея вот все распісаць так, сапраўды трошки гучыць фантастычна. Я уж не ведаю там пашкадаваць феміністычныя погляды ці не, але может быть лишний раз уколоть про тое, што высяк змянілася, некаторыя там умовно скажем, ідэалогія. Яшчэ, может, 30-40 гадоў весь фемінізм, ведаеце, алая літара, там, калі ўж казаць пра літаратурныя творы і гэтак далей, што жанчына можа апастылевшы шлюб здрадзіць, ісці адтуль. Зараз феміністкі, они такія, ведаеце, больш, такія узорныя такія прыхільнікі сямейных каштоўнасцяў, што не дай Бога, то бок так это змянілось за 30-40 гадоў апошнія. Напрыклад, взять іншую самую страшную рэч для феміністак, там, як прастытуцыя. Яшчэ 30-40 гадоў менавіта дзякуючы ліберальным феміністкам прастытуцыя в такіх краінах, як Германія, Голландія, была легалізавана. Яны сталі атрымліваць пенсіі, сталі працаваць афіцыйна
традыцыйна. Вось, ну зараз для феміністак это штосьці розныя, самае я тут адразу Нет, адкажу, што ёсць ліберальныя розныя былі. феміністкі, Да. розныя... Я кажу про ліберальных, якія зараз амаль вымерлі, паколькі зараз больш Ніхто не выміраў. Все-таки левые. Нет, они кардинально Ну, левые. я б так не пераважны казала, мейнстрим. у вас няма статыстыкі, ёсць вельмі розныя, большасць феміністак зараз інтэрсекцыянальныя. Ну да, вот эта интерсекциональность, сексуальность, она, ну, все-таки левая, никто тут не будет спрашаться. Она звязана уже с іншими рухами за пригнеченных, то бок феминистки, они одночасово там из-за мигрантов, из-за Палестину там, и все это по порядочку. Это уже такие цельные, ну, все-таки левый рух. Тут не думаю, что треба спрашаться. Ну, я все ж таки, не так все монолітна. Нема так, такой феміністкі з адным парадокс, лістом. Кажуть, вот хтосьці, я штосьці, ну, критичне, ці хтосьці не критичне скаже про феміністок, а одразу такое питання. А от яны такие вельмі розныя, так постає питання, ёсць нешта такое, что все-таки вызначае феміністок? Вот мы знаем коммунисты, консерваторы. Правы жанчын увогуле, правы жанчын, так гэта. Ну, это вогуле парадокс. Они давно забеспеченыя. Гэта неправда. Гэта такі стэрэатып зараз вы лукашэнкаўскай прапаганды зараз кажаце. Таму што яны кажуць, што няма ніякай дыскрымінацыі. І яны абнуляюць усю статыстыку па дыскрымінацыі. Гэта не факт. На Захадзе, напрыклад, што правы жанчын роўныя з правамі мужчын ва ўсім заходнім свеце юрыдычна і в практычным і в факталагічным сэнсе. Ёсць толькі нейкі скажем, перакос, калі правы жанчын недзе маюць больш, там ведаем, ну там служба в армии, некие судовые решения там при тых же разводах, ну пенсия, которые в некоторых краінах роўна, в некоторых все-таки жанчыны выходзяць раней на пенсию. Так это ж іх жа робяць, у іх менш грошаў абываецца. Шмат хто з жанчынаў не хоча раней выходзіць на пенсию, а не ж прымушаюць. Значит, не перавага, это недахоп, что... Конечно. Ну это таксама по-рознаму. Помню, я калісьці пісаў пра вот эту пенсию, ці трэба ўраўняць Беларусі пенсии мужчин и жанчын, и в Фейсбуку так гучны был допіс, можа год 18, и все там стали, ну, так сказать, позначать вядомых феминисток. А что вы про это думаете? Ни одна не сказала, что она хочет равнять. Все сказали, что трэба, женщины, так сказать, больше переживают жить, и им трэба на пенсию ранее выходить. У вас так само тут не, тут увогуле то, что вы сказали, что нема дискриминации, это вялікі... Я не сказал, что нема дискриминации. Я сказал, что правы роўныя юрыдычна і правовым сэнсе, правы жанчын і мужчын роўныя. Гэта не так. Где яны не роўныя? А ў Беларусі больш за... То есть... Феміністкі ж на Захадзе ёсць. Нема ніводнай краіны, нема, дзе была б роўныя заробкі для жанчын і мужчын. Это уже... Ладно. Это таксама міф. Эканамічны форум мировы таксама. Чаму зарабляюць больш, напрыклад, вы, конечно, больш ведаеце, чым эканамісты вялікія. Нет, маецца на ўвазе ясна, што ёсць заробкі большыя, потому что мужчыны больш працуюць чисто. Гэта не так. Яны працуюць на больш таких начальственных працах. Это все меняется, там, слава богу, калі жанчыны хочуць, ідзіце, калі ласка, в кіраўнікі, все такое, берите на себе адказнасць, это меняется. Але нема такого, як заяўляюць, што за одну і тую ж працу мужчыны і жанчыны адрозніваюцца по-рознаму. Ёсць такое. Хоть один прыклад дзе-небудзь в свеце, где вот ёсць, напрыклад, пасада там журналіста, пасада там муляра, будаўніка, што ёсць жанчыне одна цена, а мужчыне не. Нет, паўсюль аднолькавая. Футбол? На ўсіх лідарскіх пазіцыях, на ўсіх вялікі гэты гендер пэй гэп, велізарны. І калі вы гэтага не ведаеце... Я сказал, чаму. Мужчыны традыцыйна займаюць там больш начальственных пасадаў. Так вы зараз кажаце, што няма ніякай розніцы ў заробках, а яна існуе, яна ёсць. Слухайте, а чаму в Амерыцы все равно, што заявляюць, чаму евреі ці індусы, самыя высокооплачиваемыя нацыі, зарабляюць больш, чым чорнаскурыя ці мексіканцы? Это нейкі еврейскі загавар ці што? Просто яны маюць вышэйшую адукацыю, яны больш працуюць. Ну, неяк так ужо... даследаваемая яны працуюць на больш адукаваных працах, яны заканчваюць універсітэты, індусы, кітайцы, евреі. Жанчыны не заканчваюць універсітэты, не працуюць. Можа, яны менш вумныя. Віталь, прабачце, я тут умешаюся крышечку. Да, давно пора. Потому что, я тут, может... Про футбол это забавная реплика. Футбол это жарт. Чаму, вот глядзі, пачакай, футболіст другой лігі беларускага чэмпіяната працуе футболістам столькі ж, колькі Рональда. Приходит на тренировку каждый день, а он зарабляет, может, 500, а может, $1000 в месяц, а Рональдо $10 миллионов в месяц. Справедливо ці не? Не, гэта я жартаваў. Зразумела, я так зразумеў, да. Што тычыцца жанчын, вось вы такую фразу сказали,
ну, традыцыйна на кіраўнічых пасадах больш так было, мужчын. Дык гэтым жа ж уся соль, гэтым жа ж і трагедыя. Таму што калі мы будзем абапірацца на традыцыі, нет, ну, так мы можем Марынку побить, я тут выкинуть, нам ничего добра. Я сказал, что гэта чым тлумачыцца розніца в заробках, что вот гэтым. Дык гэта ж ёсць беда. Чым же тлумачыцца розніца, чаму швейцарцы зарабляюць больш беларусаў? Ну так гістарычна склалася. Не, не таму, так, што мы менш працуем. Гэты аргумент не працуе. Гістарычна склалася, што геяў сажалі ў турмы. Ну, давайте працягнем. Ну, гістарычна склалася, што яўрэяў не любяць. Ну, так давайте ім пару канцлагерэй. Кто кажа, што это там правільна ці не? Я ж патлумачыў сітуацыю, чаму адбываецца перакос заробкаў. А з чаго пачаўся спор сам? Што, типа, ну, няма ніякіх там... Нема, каб за одну і тую ж працу, вот прыведзіце прыклад, хоць адзін, знайдзіце. Я таксама калісьці пісаў, нават на Захадзе, дзе ёсць нейкая, ну, фірма, где сказана асобныя зарплаты для мужчын, для жанчын. Нема такого. На радыё Юністар гэта было ўсё жыццё. Людка зарабляла Міласлаўская меней, чым я. А вот есть такая журналистка Меган Келли, можа ведаеце, такая блондинка, она калісьці у Трампа брала інтэрв'ю, яна брала інтэрв'ю там у Пуціна, она стала знакамітай, ну, для нас, она в Амерыцы давно знакамітая. Яна, ну, пэўны час была на Fox News, прыеш, вот, дарэчы, фільм же зрабілі, там, дзе ён «Выкрыццё» назывался, ці як там, дзе здымаліся і Ніколь Кідман, і Марга Роббі, як яна выкрыла дамагальніцтвы Fox News. Она адтуль сышла в нейкі больш ліберальны канал, і потым, я для чего рассказываю, что калі ее с этого либерального, ну, скажем, попросили, там нечто неполикорректно сказала, она такая консерваторка, а канал был либеральный. Ну, она сышла и стала ведомый заробок. Там 20 миллионов у год, 63 миллиона за 3 гады был заробок ее, журналистки. То бок она зарабляе больш, чым все беларускія журналісты разам взятыя, і больш, чым все мужчыны. А пры чым тут Людка Міласлаўская? На вот справедливости не, она зарабляе больш тех мужчин американских. Ну, бывае так. Гэта адзіны, адзіны прыклад. Адзіны прыклад. Вы знайшлі адзіны прыклад. У большасці, ну, слухайце, гэта навукова ўжо. Слухайце, ёсць сферы, у якіх вы глыба. Вы вельмі магутны. Ну, ёсць сфера, у якой вы неадукаваны чалавек. Слухайце, гэта вось зараз... Феміністкі адразу прымяняюцца. Это вы што-то не ведаеце, вы не спецыяліст. Вы сур'ёзна не ведаеце, таму што ёсць інстытуцыі, нават Польская рэспубліка і ніводная краіна Еўрапейскага звязу, не злучаныя штаты, яны такога не кажуць, што няма дыскрымінацыі. Усе прызнаюць, што дыскрымінацыя ёсць, і яны працуюць на то, што каб яе ад яе пазбавіць. Але ж вы, канешне, ведаеце лепш за ўсіх навукоўцаў свету. А нет, ёсць рэчы, которые зручныя, которые всем треба признавать, а есть речи, которые, ну, многим не подобаются. Вот кажу, были суфражистки, они змагались за выборчие права, они перемогли, гонор и слава им. Что после этого? Мало кто помнит на вот это слово, но кроме нас с вами, так сказать, политичных оглядальников, феминисток, яны, калі перемогли у своей борьбе за выборчие права, яны зниклі як дзява. Яны ператварыліся ў феміністак. Лагічна было б, што калі феміністкі перамаглі ўжо на межы там 70-х, 80-х гадоў, доўга на Захадзе это працягвалася, у сферы правоў жанчын, которые уравнялись с правами мужчин, трэба было таксама, ну, как бы, знікнуць і заявіць, што зараз мы замахаемся за іншае. Але пашла третья, четвертая хваля фемінізму, которая уже, да, інтэрсекцыянальны, который уже фактычна за всю дыскрымінацыю, не ўласна за жаночыя тэмы. Ну, пакуль вы не пабіліся. Мы ўжо блізка. Так, таму што гэта, давайте так, гэта ваше меркаванне. Ёсць ваше меркаванне, ёсць меркаванне Марыны, ёсць маё меркаванне, таму што, ну, ёсць меркаванне даследчыкаў. А ёсць факты, да. Ёсць факты, всё, што мы Я не кажу, што няма за што. Вот можа змагацца, што там недзе в кіраўніцтве, там на трыбуне там 4 мужчыны і 3 жанчыны. Можна за это змагацца. Можна змагацца. Ну, вы яшчэ раскажыце, аб чым нам змагацца. Ну, слухайце, гэта ўжо цырк. Не, давайте мы скончым гэтую тэму і пойдзем далей. Не, гэта без павагі вы гэта робіце зараз. Порушения неких прав. Вы так само не назвали ни одного факта, где порушены правы, где бы... Вы жартуете надо мной. Я вам сказала, дискриминация у заробках, дискриминация у лидерских ролях, дискриминация у медицинском, у сфере медицины. Якую бы мы сферу не взяли... Какая дискриминация в медицине?
што ў даследаваннях шматлікіх прэпаратаў не было вялікі час жанчынаў. І толькі зараз нейкія жаночыя хваробы пачалі даследаваць нармальна. Толькі некалькі гадоў, як пра эндометрыоз усе даведаліся. Аб чым мы кажам? Каких некалькі гадоў? Моим знакомым эндометриоз робили в 90-е уже операции. Что мы доведались? Вот, тут пытаюсь. А тут Марина зарабляет столько, сколько и Костя? Нет. Значно больше нахрен. Я сюда на такси не езжу. Вось. И то, что часами на мне там экипончик может и купить раз на месяц. Але значно больше. Тому дискриминация тут наоборот. Але гэта мы не можем назвать дискриминацией тому. Матка Боска, слухай, нават для мяне ўжо гэта тэма цяжкая. Так, але ж мы яе і не заяўлялі. Мы запыталі пра здрады і пра адносіны. Не запыталі. Калі знакаміты кейс з Пугачовай, яна там один, другі, трэці мужчына там і так далей, яна ад іх набіралася маладосці і кідала іх. Гэта нармальна. Калі б гэта гаварыў мужчына, гэта было б ненармальна, таму што мы выходзім з той кропкі, у якой ад самага пачатку жанчыны гэта уязвімая група, мужчыны не. Ну гэта вось... Это в сферы психологии, безумоўна, тут много чего трэба мяняць, і я кажу пра сферу правовую юрыдычную. І калі, напрыклад, ёсць роўныя правы ўсіх людзей, адны заўсёды багацейшыя, другія беднейшыя, адны больш настойлівыя, другім хочацца, можа, менш прорывацца в кар'еры. Не все можна тлумачыць дыскрымінацыяй. Ваши ж интерсекциональные тлумачаць, что вот дасюль дискриминация, вы, наверное, будете падтрымліваць и системный расизм в США. Нават после того, как президента выбрали черноскурого Обаму, все равно страшный расизм и так далее. Слушайте, а вы женщинам не доверяете, институциям не доверяете, штучному интеллекту доверяете? Конечно, нет, но але можно вести что заўгодна. Я запытала, равны ли женщины и мужчины в мире в правах и законах? Нужен вам ответ? Ці гэта да вас? Зачитайте, мне цікаво. Нет, женщины и мужчины в мире до сих пор не равны в правах и законах, даже если в Конституции... Я про мир сказала. Я про мир. Не спрашивала про Беларусь. Даже если в Конституциях многих стран написано «все равны». И дальше. Работа и деньги, брак и семья, репродуктивные права, защита от насилия, политическое участие. В каждой сфере есть конкретная статистика. Я вам после этеру дошлю. Бо я разумею, што для шматлікіх мужчын то, што кажа женщина гэта ўсё не будуць даже і слухаць. Я думаю, штучны інтэлект вы паслухаеце. Мільёны жанчын падзяляюць такую думку, якую зараз я бы казал. Конечно, потому что мизогиния да, мизогиния, вот можно патлумачыць. Нет, можно патлумачыць па-іншаму, яны, можа быць, реально глядзяць на рэчы, яны, можа, не сутыкаліся з некай... Ведаеце, як у нас была праграма... Дзякуй за высокі інтэлект. Ну, калі яны, можа, нешта бачыць, па-за стэрэатыпам. У нас была праграма «Эмансіпацыя» в Беларусі до 2020 года, куды запрашалі жанчын, ну, вядомых, славутых, якія вызначылі сваю прафесію. По-моему, ну, до всіх падзей 20-го чалавек 5 туды запрасілі. Ну, была там рекламщица, юрыстка, бизнесменша. Ни одна з іх не называлася феміністкай чамусьці. Их пытались все. Чамусьці, а то ж калі жанчыны называют себя феминистками, про их ніхто у этэры не кажа, что у іх невялікі інтэлект. Слухайте, ну інтэлект, я кажу, нема стэрэатыпу про фемінізм. Наадварот, нет. Наадварот, вы видите, что женщины, которые вот не бачаць там и дискриминация, они некие глупенькие, не, там я так и не не кажу. феминистки. Есть ну, гендерная слепота есть. А мне здаецца, наадварот, большасць вот жанчын, якія дабіліся поспеху ў грамадстве, яны не лічаць себя феміністкамі, і яны не лічаць, што іх эксплуатуюць. На сёння это і в Беларусі, на Захадзе так атрымліваецца. Прабачце, вось вы там пыталі пра свет і правы ці аднолькавыя, ці раўныя правы ў свеце. А я ўзяў такі прыклад, як Швейцарія. Ну, нармальны прыклад. Я запытаўся ў чаціка ў Швейцаріі, як з гэтым. І ён вось такі адказ. Фармальна паводле закона, так, правы мужчыны і жанчыны роўныя, але і тут пунктикаў, вось, раз, два, три, 4 пунктики, заробкі. Жанчыны у сярэднім зарабляюць менш. Паводле дадзеных федэральна-статыстычнага ўправлення Швейцарыі гендерны разрыў заробку на 24 год склаў 8,4% паводле медыяннага заробку. Палітычная гісторыя. Швейцарыя вельмі позна дала жанчынам выбарчыя правы на федэральным узроўні толькі ў 1971 годзе. Апошні кантон Апенцель-Иннерроден
быў вымушаны ўвесці жаночае галасаванне толькі у 1990 Это жаль, годзе да. паводле Швейцария вельмі рашэння позняя, суда. да. Практычнае жыццё жанчыны часцей несуць нагрузку па доглядзе дзяцей, неаплатнай хатняй працы, гэта ўплывае на кар'еру, заняць з пенсіі, менавіта таму швейцарскія органы гавораць не проста пра роўнасць на паперы, а пра задачу дасягнуць роўнасці ў рэальным жыцці. То ведаеце, такая гісторыя і вось і калі нават калі мы вось у 90-м годзе, але ж далі гэтае права, так далі, але да гэтага нічога не было. І таму ўсё роўна ў 90-м годзе не пачалі жыць роўна. Ну так я гэта разумею. Таму што да гэтага некалькі стагоддзяў мы ж не адмаўляемся. На гэтым я гэту тэму скончваю зараз вось так магічнай і зараз падзякую жанчыне, якая зрабіла гэтую лічбу ў правым верхнім куткі нашай гэтэры. Та самая Самвон, та самая. Дзякую, вы мяне, даражэнькая, спаслі ад нервнага срыву зараз. 2379 евро. І сардэчка. Гэта жанчына. Жанчына. І нічого, яна так, типа. Робіць. Вот так. Все, заткнулись. Яшчэ Александр нам, так, дзякую. Яшчэ Александр заданаціў 50 евро. Вялікі дзякую усім. Не, ну гэта... Пойдзем далей. Давайте пойдзем далей. Усё ж таки, як это... Абедзвюма нагамі станем на зямлю. Таму што там адна нага Лукашенко, іншая Путін. Пагналі. Ну, мракабесие такое. Ці ёсць такое слово ў беларускай мове? Цемрашальства перакладаецца. Як? Цемрашальства. Цемрашальства. Калі ласка. Я не ведаю, можа гэта вам падасца не цемрашальствам. Вось такі відосік я учора ўбачыў на адным з прапагандысцкіх телеграм-каналу. Калі ласка, пакажыце з гукам, що як мае быць. Ігор, так, дзяўчынкі. Далее цитую. Смотрите, какое милое видео. Маленькие белорусочки поют песни военных лет. Давайте пачнем з гэта размову нашу пра 9 мая і пра дзень перамогі ці дзень памяці. Давайте вось гэта пачнем. Вам таксама падаецца гэтае відэа мілым? Ну, я чытаў твой пост. Дай бог з ним, з маім постом. Наши гледачы не чытаюць. Ну, я такога бы столькі много эмоцый бы не зведаваў. Ну, вот глядзіце, мы, напэўна, в сваім савецкім дзяцінстве нічога асабліва не усведамляючы, такія песні спявалі, ну, дзяўчынкі, хлопчыкі. Это не значит, что мы абавязкова какими-то мілітарысцкімі вырасцем. Ну, они, можа, не слухаюць сэнс этой песні, наколькі она звязана з вайной, там няма нейкай жорсткасці. Я вот трошки гэта такой уже драматычны пафос, ну, не бачу тут падставаў. Ну, спяваюць песню популярную, вядомую, которую там в фильмах ёсць. В этой песне нема там нейкого прославления войны, калі уж там эти словы слухаться. Ну, а в целом, конечно, все это выкарыстоўваецца як такая милитаризация гэтага дня. Все это можем повторить. Все это, конечно, то, что, ну, весь этот российский ухил ператварил 9 травня в такой день, ну, победобесия, как это называется, калі яны, ну, ўжо фактычна зрабілі этот дзень не днём там памяці, ведаеце, як в Европе, гэта пад лозунгам правільным «Ніколі больш». І Украіна взяла этот лозунг «Ніколі больш», а яны якраз пад лозунгам «Можем повторить». Все гэта было, дарэчы, было шмат чаго ў іншыя гады, але не ў гэтым годзе, калі і парад сціпленькі, і неяк не бегаецца ім з машынамі там на Берлін, на Вашынгтон, уже не вельмі актыўна, паколькі па вуліцах страшнавата бегаць, а раптам дроны украінскія удараць. Так што па гэтаму пабедабесію самы галоўны удар, ну, наносіць рэальнасць, а менавіта Украіна, вайна з Украінай. Вось. Ну, а то, што яны вот в школах спрабуюць, ну, это, канешне, жахліва, як яны хочуць выхаваць вот такое мілітарысцкае пакаленне, которое, безумоўна, будзе гатова там ісці на вайну, какую-нибудь цяперашнюю ці будучую. Вось. З іншага боку, я зноў-такі, у нас, ну, правда, не з малых, там на Савецкім Саюзе, калі вы, можа, не ведалі, было такое начальная военная падрыхтоўка, такі прадмет. З 8 по 10 клас. Ну, наши маладзейшыя слухачы могуць не ведаць, конечно. Вось. І, ну, там вучыліся збіраць аўтамат, штосьці яшчэ.
уже мало памятается. Мне весь час этот военрук, он назывался, дергал по школе, коли убачил, что я хожу, ну, так, зручно ходить, руки в кишенях. Типа, достань руки з кишені, я кажу, ну я ж не в армії, я вмел нахабство з ним спрачатися. В армії буду, як правильно, а зараз я хожу, як хочу. Так. Ось. Что отказывал? Политрук? Ну, я, не знаю, фыркал, доходил, в принципе, что я мог не зробити. Не бил? Навряд это а максимум. Почему вы... У нас наставники били нас? Ну, нет, такого не было. Трудовик бил, физрук бил, нормально. У нас фізичны гвалт таксама быў у школе, і гэта было такое, ну не то, чтобы нормы, але ну ніхто не бяжаў да дырэктара з заявай некай. А вось тое, што... Не, конечно, не было. Не Так, может быть, в залежности я трэба пазначыць, что это моя школа, центр Минска, улица Мельника. Это, может быть, у вас как бы в районе, ну, я минчанин. По-перше, глибокая. А? Городок глибокий. Так, я думаю, что вот этом розница есть. Ну, не бачил я у своих сяброў, минчанков, у моих ровесников, как кого-нибудь в школе могли быть наставники. Ни одного выпадка не ведаю такого. Ну, не ведаю. А ты ж... Гэта такая сістэматычная гэта памылка выжыўшага, як яна Да, лічыцца, я скажу, я не ведаю, так. Тлумачу, чаму ён можа У адрознівацца. Кожнага свой сацыяльны вопыт, і ну, не трэба выпіраць. Я ўвогуле про 9 траўня хацела запытаць. Зараз, я просто... Ну, так, спевали мы там и Катюши, и все такое, и это День Победы. Я памятаю так само, это там 20 гадоў тому, и мурашки по шкуры бежали. Але, может быть, у чым розніца, чаму тады гэта не было так жахліва, а зараз так жахліва? Чаму гэта так? Тому что, ну, я же говорил, да. Что тады, мне тады яшчэ там и бацькі и подкидывали и Быкова, и Адамовича. Ну, спевай свою Катюшу, але вось на палічках стаіць усё. А зараз гэта забаронена, Алексеевич забаронена. І таму ж гэта так страшно. Ну, мне, я нават не ведаю, это некі эмоцыянальны. В фильме «Белорусский вокзал», да, есть песня Акуджавы. Ну, конечно. Да, и нам нужна одна победа. Такая лиричная, трагичная, в принципе, песня. А они же зрабілі ее под эту песню, там маршируюць там на парадах. Гэта про то, як дзяржаўная прапагандысцкая машина можа под себе подминать все, что подастся ей зручным. И ну, сама по себе песня, там, что Катюша, что День Победы, что Акуджава, она не может. Калі гэту песню будут маршировать люди, которые идут на войну, это зусім іншая справа. А зараз так и отбывается. Да, так и отбывается. Так что яна включая все, что, может быть, творца абсолютно написал, умовно скажем, про трагедию антивоенную песню, про боль, а это будут маршировать радостно, так сказать, идучи на фронт в мясные штурмы. То бок, что тут зробишь? Ну да, как повернуть это, и гэта, да, и гэта машина державная, она в этом сенсе, ведаеце, наратывы держава задае абсолютно, ну, мае полную силу гэта зрабіць. Да, можа, нет, мы это ж не абмяркоўвалі яшчэ про 9 мая. Мы ведаем, что до 65-го фактычна года это не адзначалася. Ну так. Сталин просто ігнараваў пераможцаў, ветэранаў, потым і Хрущев нічого не змяніл, і в 65-м на 20-годзе Брежнев зрабіл это святым, і за 3-5-7 гадоў это стало галоўным святом Советского Союза. Может того, что Брежнев был фронтовик, может того, что, скажем так, вырашылі выбраць, что хоть штосьці было б такое. Ну, можа, і насамрэч гэта было так. І это было же близко людям, да, это было насамрэч нормальное, ну не свято, але нормально. Нормальный день. Пришли. Да. Зараз уже фактично ну, живых ветеранов нема. Живая память в семьях, по-моему, уже мало існує. Еще есть, ну, там, хтось рассказывал там. И зараз мы бачим, як держава, ведаете, як Черчилль сказал про Россию, что это краина с непредсказуемым прошлым. Это вельми смешная фраза, але смешная она, на жаль, ранее мы думали, что это только про Россию. Но это, скажем, может дзейнічаць и оказывается во всем свете, калі ну, меняются наратывы под сённяшнюю там настрои, под сённяшние социальные нормы, политичные ситуации. Вот в Америке, например, ну, не вся Америка, но значная частка ненавидеть все там, связанное с Америкой. И вот можно так представить, что история Америки от Колумба – это, умовно скажем, ну, покорение, это знішэнне, это войны. И это так само ж правда. Так. І тут справа в тим, які ти вибираєш, яку шклянку, да, яку полову шклянки ти вибираєш. Завсёды это можно. Не обов'язково ж вибирати. Да, вот именно, что треба в комплексе, треба розуміти то і то.
але наратыў будуе дзяржава. Яна піша школьныя падручнікі, она піша інстытуцкія падручнікі, збіраюцца цэлыя інстытуты гісторыі, якія не толькі в таталітарных дзяржавах ёсць, і в дэмакратычных. Яны вырашаюць, якую гісторыю падаць трэба свайму народу. Вот мы, напрыклад, для мяне было, ну, я, в прынцыпе, трошкі ведал, але трошкі было даволі істотна, вот калі сюды апынуўся, скажу, прыехаў, ну, калі в Польшы апынуўся, убачыць, які культ другой сусветнай ёсць тут в Польшы. Ну, только не 9 мая, их свои даты. Это повстание, Варшавское повстание в гетто. Больше, конечно, такие правильные для поляков даты. Але в целом культ другой сусветный тут, ну, не меньше, чем в Беларуси. Тут гэта паўсюль помнікі, гэта паўсюль, ну, скажем, узгадыванне наших стратаў, гэта наезды на Нямецчыну, што вы яшчэ не заплатили все, что нам павінны. Вось, ну, это, в принципе, от одной палітычнай сілы польскай, не от всіх, але, ну, вот, калі мы кажам, што чаму там вот в Беларусі, в Расіі гэта все не могуць забыць, трэба было б ужо па-іншаму спакойна ставіцца, то мы бачым, што, ну, умоўна скажем, нават в Польшы гэта ніхто не збіраецца забываць. Не, так прабачце, одно дело забываць, одна справа забыць, а іншая справа, я не пагаджуся з вами, што тут культ, гэта ўсё ж таки не культ. А як? Ну, мне падаецца, што гэта нейкая павага да мінулага і разуменне трагедыі. Так. Потому что никто же не просит Беларусь, Россию забыть. Як это забыть? Не, вот это я и подложу до своей наступной, может, думки, что не трэба нам цалкам, ну, як бы выкидать, что это сказать. Да никто же не плануе. Да, нет, у нас есть такие дискуссии, и, в принципе, особливо, ну, в нашем, скажем, на нашем боку баррикад идеологичных у нас есть такое ставленне менавіта до 9 мая, ну, як, што забыць і не наша. Трэба, можа быць, конечно, не ведаю, ідэальна разам з Еўропай 8 мая было б святкаваць. І менавіта змяніць, так, вот я, як і сказал, як дзяржава это мяняе, вот всеми этими намаганнями, ну, калі в той самой вольнай счастливой Беларусі, змяніць гэты наратыў на А, ніколі больш, Б, да, была трагедыя, С, беларусы все-таки в ёй себе показали достойно, вось, яны панеслі найвялікшыя статыстычна, найвялікшыя траты по працэнтах да насельніцтва, менавіта Беларусь панесла, ніякіх іншых краінаў няма, мы тут на першым месцы. Вось, я памятаю, калісьці гаварыл такі Эммануил Йофе, наш гісторык беларускі, который, ну, акадэмічны гісторык, акадэмічна его працаваў, такой даволі падрабязны, на свабодзе інтэрв'ю з ім рабіў. Ён, ну, яшчэ змагался за гэту лічбу, вот все смяяліся, што там Лукашенко прыцягнуў, там был кожны 4, стал кожны 3. Но гэта ж, ну, ён не з галавы, рэдкі выпадак, не з галавы взял. Тут якраз акадэмічныя гісторыкі настойвалі, што вось страты Беларусі 3 мільёна. Там все лічылі, і, значыць, ну, перш за ўсё, самая большая это лічба страты мірных жыхароў Беларусі, вось, ад акупацыі. Другое, это страты беларусаў, якія загінулі на вайне. І вот тут чамусьці улічваецца, вот ёсць спрэчныя, это военно-палонныя савецкія, которые загінулі на тэрыторыі Беларусі. Іх 800 000, з іх нібыта каля 300 000 беларусаў. Гэта таксама улічваецца, ну, безумоўна, еврейскае насельніцтва Беларусі, это каля 800 000. Еще можна улічваць приблизно 1050 евреев, которые были извезены в белорусские концлагеры з Европы. Ну, все-таки это непаравнальна самими белорусскими евреями. И нават, калі лічыць страты сярод партызан и сярод коллаборационалистов, ну, она невеликая, там, 1050 паводле Йофе, то вот в целом атрымліваецца 3 мільёна. 3 мільёны, это такая лічба, якой настойваюць гісторыкі. Я вернуся до пытання. А пытанечка была у нас сегодня в чате. Сегодня 9 мая. В каком виде в вашей жизни присутствуют атрибуты празднования Дня Победы? 67%. Большинство голосов ответили, что ни в каком. Достались победобесием. Важно, что ни в каком, это ладно, ни в каком. Ну, ни в каком, ни в каком. У меня так само дома ни у якім выглядзе. Але вось гэты пунктик достались победобесием. Это ж вельмі важно, то, что гэтыя пачвары, якія здзекваюцца над гэтым днём, своим победобесием, яны адварочваюць. Так и есть. Не кожны можа попросту ведаць, что это такое, и закрыцца. И тому человек попросту отворачивается. Вот вы кажете, ай, не буду своей победы. Вот это невядома. Што гэтыя пачвары вось дзяцей... Пачакай, у меня было пытанне, калі, на ваш погляд, гэта пачалося, калі вось гэта пемабессе, победабессе, калі яно
пачалася, бо я памятаю яшчэ быў момант, калі гэта было, ну вось такое свята са слязамі на вачыма, калі ну ўсё ж такі не было наратыву, можам паўтарыць. Ёсць дакладная, я боюсь памыліцца, дакладны год, калі ну палітолагі зноў такі это вызначылі, калі в расійскай там адміністрацыі прэзідэнта решили павярнуць это менавіта на такі капыл, это в районе вот 14-го, да, перед Крымом, так, это вот все, это, ведаеце, они ж до этого уже годов 20 украинскую тему мусолі, ну, іншымі словамі, скажем, нараджалі ненавість до украінцаў в расійскім народзе годов 20, перш чым пачалася уже паўнамасштабная вайна. І адначасова это адбывалось вот з гэтым, да, можем повторить то, что ператварылі. І это пра што я кажу, что ну, вот самі ж адзначаюць і англічане, і французы, то бок і нам варта будзе адзначаць только на новой, ну, то, что называется ідэйнай падставе, на новых, вот, і з іншого боку старых, як памяць, старых падставах, як памяць пра ахвяры, як памяць пра перамогу все-таки над самым страшным злом, якое было там в чалавецтве 20 стагоддзі, это нацызм, вось, і гэта, я думаю, вот пасля гэтага расійскага пабедабесія ў беларусаў, такіх асабліва, ну, скажем, дэмакратычных там ці свядомых беларусаў, іх долго будзе вараціць ад этого. Это такая прышчэпка ненавісці, которую яны вот зараз прышчэпілі гэтаму дню, што яго адмыць трэба будзе долго, но але, кажу, в нейкай такой ідэальнай сітуацыі, калі патлумачыць людям, што вот наше святкаванне не мае нічога агульнага там с расійскім пабедабесіем, мы просто, як во Францыі, як в Польше, в Чехії адзначаем гэты дзень памяці, то я думаю, на такія рэйкі можна будзе перайсці. Дарэчы, вось вы кажаце, што там беларускіх дэмакратычна настроеных людзей гэта адвярнула, калі вось. А ўвогуле, ці не ўсю Беларусь гэта і дагэтуль адварочвае, таму што, глядзіце, бессмертны полк не пусцілі, ну і ўжо другі год запар. Людзі з'язджаюць з гораду, калі туды Газманаў едзе, пляшуць там пад сцэны расійскія, ці расійскія турысты, ці ўвогуле там звар'яцелыя там тых, кого били у школе в глубоким, яны едут. Так, это мы так и жадаем так. Вот так? Нет, глядите, а я не веду, збираюцца десятки тысяч на некие концерты российских выканаўцаў, у нас трагедия Фейсбука, ой, колькі зноў беларусаў пришло на российскую там какую-то нават Z-песню. Ну так, але вось, что касается, что тычыцца свята гэтага, так, Ігарочак, гэту картинку, ну вось неяк, ну не ўдалося бацылы гэтай, калі ласка, вось Грышка сёння увогуле 615 дизлайков. Онлайнер нічого такого не напісаў. Яны напісалі, дзе што там адбываецца, дзе салют там і так далей. Вось так Беларусь святкуе дзень перамогі. Всё. Так. 615 лайкаў. Грыша, сволота. Гэта нават, сапраўды, з табой згаджуся, можна ацэніць пазітыўна, в тым сэнсе, што адслаенне ад расійскага сённяшняга наратыву. Такое, ну, скажем, то, что мы, то, что вы обмерковывали с вашей цудовной гостьей про российцев в Беларуси, которые приезжают, это можно перекинуть мостик, да. Я, конечно, так не скажу, як яна, я тут человек неоднозначный в тем лику феминизме, не поспели мне что-нибудь хорошее дать сказать, я могу и хорошее что сказать, але я про то, что да, что гэта вот людей уже впадая в некую такую ланцужок один за одним на 6 русских. Я, до речі, мы думаем, что, ну, мы все нараджаемся и думаем, что до нас ничего не было. И я бачу, як зараз всі гэтай дискусії, а тут бывае, ведаеце, Фейсбук, я там даволі уже давно, с 12-го года, здаецца, нагадывая, что ты писал в гэтые же годы, в этот день разные годы, и мне нагадал, по-моему, год 14-15 про нашествие, что я писал нашествие российских туристов в Беларусь, и как белорусы на все это глядят, як на нейкіх людей з іншай планеты, як на іншых планетнікаў, тады я пісаў. Не было яшчэ, можа, такой злосці, якая ёсць зараз, но было ўжо такое спрыняцце іх як іншых, чужых, і як нейкіх, ну, негатыўна іншых. І гэта таксама в нашым пакуль яшчэ не такім уже стабільным нацыянальным самаідэнтыфікацыі. Вот этот першы крок, который мы зараз бачым, і, конечно, ёсць і негатыўна, але значна, напэўна, больш пазітыўнага, што мы не вы, мы не такія, як вы. То, вось, я хотела запытаць пра гэту Украіна не Россия, да? Пра вось гэтую агрэсію, якую зараз беларусы і беларускі ў публічнай прасторы так
смела ўсё ж такі выкарыстоўваюць для таго, каб абмежаваць нейкія свае, абараніць свае межы. Як вы на гэта глядзіце? Таму што нават бываюць такія рытарычныя прыёмы з нецэнзурнай бранню. Як вы на гэта глядзіце? Таму што мне гэта падабаецца. Мне падаецца, што калі беларусы беларусы сапраўды вельмі талерантныя, з павагай адносяцца, не ўсе, канешне, але часта з павагай адносяцца да іншых людзей, нават і расейцаў, і яны адзін раз кажуць: Беларусь, кажыце, калі ласка, Беларусь, а не Беларусі. Наступны раз, калі ласка, ўсё ж такі Беларусь, не Беларусь. На трэці раз Беларусь, і уже такі момант, калі дасталі, і ўжо пайшлі гэтыя муцюкі. Як вы адносіце к такой рэакцыі, вострай ўсё ж такі? Тут я могу сказаць... Добра ён ставіцца, як бы сказаць, менавіта, перш чым сказаць что-то, можа быць, не в струю нашу, могу сказать, что, як ты ведаеце, такая фраза, ему можно, да? То бок мне, як человеку, которая пропаганда называла русофобом там не раз, до речі, пару дзён назад мукавозчык мне прысвяціў чарговы артыкул на русофобскую тэму з нагоды майго апошняга допіса. Человек, які, умоўно скажем, далей ад России не с 22-го года выступае, а с 89-го ці з 90-го, і в гэтым сэнсе, якраз что-то, может быть, той человек, які весь час такі і беларускамоўны, і нацыянальна арыентаваны, что-то я могу сказать в оборону расейцаў, да? Я на оборону расейцаў, в оборону того, что вось гэтыя пачуцці, я бы назвал их такой першаснай праявай, менавіта самаідэнтыфікацыі, што мы не вы, а вы горшыя. Дарэчы, нельга сказаць, што это зараз. Я лірычнае адступленне, раз у нас дазволіцца часу много, я там мінчанін, але да бабулі ездзіл у вёску Сураж Віцебскага района. Гэта нават на 40 кіламетраў ад Віцебска на ўсход. І ездзіл там на роварах да межы, да России, и там едешь по асфальту, по Беларуси, потом стоит знак РСФСР, и начинается щебенка. Такая межа цивилизаций. И это к чему? Что нават тады усход самой Беларуси, 80-е годы, приезжали на машинах с гэтай российской территории в наш Сураж куплять нейкі хлеб, тушенку русские. И белорусы, так сказать, не националистичные, звычайные советские в этой вёске уже ставились до их неяк так не то что свысока, но як до людей, так сказать, трошки с дикого краю приехали хлеб у нас куплять. И кто-то туды там, некоторые працавалі там в нейкіх, может быть, райцентрах, так, выпадкова, и они так само приезжали еще до 91-го года, рассказывали, боже, какие там бардак в этой России, звычайные наши белорусские люди. То бок гэта у нас, асабліва, заходняй Беларусі, тым больш, там, брэсцкія, там, ці гарадзенскія, заўсёды лічылі в бытавым сэнсе, в культурным беларусаў вышэй. Это, напэўна, нават адпавядае рэальнасці, калі браць в масавым парадку. Але я в этих нападках бачу просто такое першаснае жаданне той же нават Беларусі. Вы можете парадоксальна убачыць, як некаторыя в Фейсбуку, абсолютно такія же нацыяналістычныя беларускамоўныя людзі кажуць, она, в принципе, пофиг, як рускія на сваёй рускай мове называюць Беларусь ці Беларусія. То бок это хвалюе рускамоўных беларусаў, так? Яны тут бачаць нейкія рускія такія, скажем, образу, так? А уже человек с больш глубоким таким, умовно скажем, национализмом, ему гэта пофиг, паколькі много з того, что русские там кажуть, ці про Беларусь, его это не хвалюе. Слухайте, тут такая есть я российскомовный белорус, але мне это так... по-белорусски говоришь? Не, я в житті не говорю по-белоруску. Неважно, кто говорит по-белоруску, все белорускамоўныя, хто умее. Я до того кажу, что мне, напрыклад, з нейкага моманту таксама перастала гэта мне не цікава. Не, але ж гэта вельмі добры індыкатар. Ты адразу разумееш, з кім ты размаўляеш. Все. І я калі гэта чую, калі ёсць же бэкграунд там пэўны у чалавека, з якім ты размаўляеш, калі это нармальны чалавек, ён там Беларусі, ты кажаш, ой, прабач, ён а калі не хочаш, упіраецца, значит, показываешь, что але калі вось там Тагіл, там Беларусі, мне я про яго ўсё ведаю. Мяне пытанне, чаму вы кажаце, што там шчабёнка ў іх была яшчэ?
чаму тады стаўленне нейкае адваротнае? Яны старэйшыя браці, а мы малодшыя. Ну, гэта стаўленне, яно як бы внушалася старэйшаму пакаленню там са школьных гадоў, потым его працягвае Лукашенко, і потым, ну, все-таки ёсць, прабачце, розніца ў памерах, розніца у нейкіх маштабах, ну, это таксама, напэўна, ўплывае. Можа, гэта асноўна і ёсць. Для многіх людзей, да. Как-то сказаць, мы старэйшыя-то па сваёй гісторыі. Ясна, што это я калісьці смеялся, что да, там какой-то в российском не, беларускае СТВ там таксама, о, еще калі Москва не была заснавана, там у нас уже то, ну, ясно, что все это пачалося у нас раней, у нас было вся цивилизация, ренессанс, адраджэнне, пратэстантызм, магдебургскае права, ну, это тыя рэчы, якія сапраўды как бы нават не выпадае спрачацца. Вось, але это вот нормальный такі першы этап адслоўвання мы не яны, чаму беларусы не рускія. Просто я кажу, в чым моя, ну, нейкая такая, ну, не то, что прэтэнзія, скажу мягчэй, нейкая такая рэч, што вот на гэтым першым этапе многія беларусы спыняюцца. Ну, максимум яшчэ ведаеш шуфлядка і сабойка, да, вот у нас такія словы. А рабіць ужо наступны этап, пераходзіць на беларускую культуру, беларускую мову, ну, не абавязкова, так сказать, кожную хвіліну, но хотя бы в нейкай ступені, бо я кажу, я вельмі шырока, хто чалавек умее гаварыць, можа, ён ужо беларускамоўны, вот максімальна прыцягваць шырокае кола. Ніякім разе, как некаторыя там фанаты беларускамоўнасці там адштурхоўваць сваімі паводзінамі людзей, это вот таксама не вельмі прыемна назіраецца, і колькі такі радыкалізмам нарабілі шкоды. Вось. А вот только на ўзроўні, что мы, я же в этом вот дописе, который Мукавышчик заважил, писал, что вот вы скажете, чему русские приезжают и заявляют тут, что ой, а чем вы отрозниваете, а чем вы отличаетесь? У вас тут все по-русски, только молоко с ошибками, да? Вы такая же самая страна, а почему у вас русские деньги не меняют? Карацей такое они заявляют. І што было б в ідэале, ясна, што я не кажу, што завтра можа здарыцца, но в ідэале, калі б мы все гаварылі на Беларусі, на беларускай мове, этого бы не возникало. Любы расійскі турыст разумел бы, што прыязджае в іншую краіну, як он то разумее в Польше, Літве, і нават в Украіне ўжо в значнай ступені, хаця там, конечно, расійскіх турыстаў зараз не вельмі вітаюць. Я про тое, што Украіна, яшчэ, которой мы ганарымся, но до 2014 года была в нейкім стане падобным, вот як мы зараз. Калі яшчэ там пісалі там кнігу, чаму Украіна не Расія, калі значная частка гаварыла па-расейску і так далей. І, конечно, ну, часам не хочацца, каб нейкая драма штурхала людзей да вот этой большего национального патриотизму, самоидентификации, переходу в белорусскую, европейскую культуру. Это ж галоўнае, что сённяшняя белорусская культура, яна ж не то, что нейкая там, ну, як мы в значнай ступені в школе вучылі, гэта ж, ну, был свой менавіта, ну, нормальны гістарычны перыяд, калі яна была, да, сялянская. На сёння ж беларуская культура, это пераважна европейская, гэта умоўны Халезін з Біенале, который пакарае там всю Венецию. Пакуль расіяне ў сваім Біенале напіваюцца. Бухаревич, неважна, які мне з ім адносіны, но это все трэба прызнаваць. Гэта тое, што руская культура сёння, она вот стала под гэтыя шыхты и победобесия, и поклонение Путину, и конформизма. И это то, чего по великим рахунку в лепшых проявах нема ў беларускай культуры. Гэта вельмі важна. І гэта таксама нам дае, што пераход, скажем, у беларускую, ну, умоўна скажем, ідэнтычнасць культуры, ён не значыць, як калісьці кто-то можа нас абвінаваціць, што гэта, ну, нейкае там, ну, не знаю, хутарство, как там яны абзываюць украінцаў. Вось, словом таким рагулі, да, вот они обзываюць, ну, військовасць. Это давно уже Беларусь самая урбанізаваная краіна в Европе, это давно уже культура гарадская и так далее. Вяртаючыся да вось расейцаў, якія зараз панаехалі у Беларусь, лічбы палохаюць. У 23-м годзе Беларусь наведалі каля 4 мільёнаў турыстаў за Расіі, доля была 96%, у 25-м годзе наведалі Беларусь каля 6 мільёнаў расейцаў. Полтора раза.
Гэта а што вельмі палохае? ну колькасць Тое, што колькасць больш, чым як паўкраіны беларусам расейцаў як за- беларусам перажыць такое Приехали, съехали, нашэсце. это ж это говорить, это ж, ну, калі мы абмяркоўвалі то, што яны прыязджаюць тут жыць, это іншае. ну, туристы шмат чого хто абмяркоўваць? застаецца. Не, Але гэта як масла ўзяў, нешта засталося. І яны там не як беларусам унутры краіны Па-першае. перажыць такі вось на такое нашэсце. Па-іншае, яны ж везуць эту культуру з сабой. Это вось Ну, слухайте, думаете, белорусы ее как бы не здобывают, ну, не отрымливают без этих российских туристов? Я думаю, что, ну, как бы отделить тут? Любая краина, коли она не ставится до туристов, но они все-таки приносят гроши, и коли она ставится неких кепска до туристов, эту краину обвинувачивают ксенофобией. Вот мы, до речи, так само не хочу провокаційні питання задавать. Коли вот, наприклад, порівняння провокаційне можна? А то я уже тут боюсь. Не, так а мы с чего почали? Ну, да, я тому уже не хочу. Давайте, калі ласка. Ну, глядите, коли есть размова про тых же умовно людей з Ближнего Схода, з Паўночнай Африки, якія, ну, приезжают жить в Европе. Что-то кепское про их сказать негативное, ну, как бы не политкорректно. Нельга. А про русских можно? Можно. В чым розніца? В тым, што хлопчукі з Паўночнай Афрыкі, яны не былі каланізатарамі Европы. Толькі в этом гісторыі? Толькі в этом. Толькі ў тым, што яны не стралялі ў патыліцу тым, хто размаўляў па беларускай мове. По-беларуску. Ну, так это ёсць. Это не было накіраваным алжырцы мэтанакіравана не знішчалі французаў. Наадварот было. Тады мы не павінны вітаць тут немцев, которые приехали. Вы разумеете, вот это 4 миллиона туристов, калі б их были там норвежцы, немцы, французы, мы все были бы рады, правда? Ну, я ж вам патлумачу, так, конечно. Потому, норвежцы уже не 4, уже 6 миллионов. С собой бы... Немцы, нормально, немцы. Ну, они стреляли в патыліц. Гитлер был. Это не было на працягу так. стагоддзяў. Это было мэтанакіраванай палітыкай на працягу і мы б не палохаліся таго, што ў Беларусі зараз усе назвы вуліц будуць пераназваныя на нямецкай мове. А тут зараз самі беларусы робяць значнай ступені. Тут я таксама этот фінт такі не вельмі люблю. Все гэтыя нашы 30 гадоў спрэчак, калі все скідываюць, так сказаць, на клятых москалёў, а на сябе беларусы не прымаюць адказнасць. Нібыта КДБ подсунула нам Лукашенко, да, и голосовали за его, акрамя 2020 года, довольно поспехово, как показывает социология. Мы его выбрали, белорусы. Так, я виноваты. А что? Ну, так, мы виноваты. Дальше что? Далее что робим? Ну, вы скажете, мы приняли эту отказность. И? Как минимум, не обвинувачивать только замежные обставины в наших бедах. Прымаць на себе отказность, это значит, что мы их повинны эту отказность принять, изменить ситуацию сами, а не только казать, ну, пакуль Россия не развалится, не будет у нас ніякай светлой будущее. Можно долго чекать, ведаете. Пагаджуся, але калі мы прызнаем эту отказность, ну, трэба тады, что, зброю брать у руки? Нет, ну, не абавязкова такі варыянт. Адно не вытекае. Вытекае з таго, што, ну, вельмі лёгка скідаваць на кагосьці на іншых. Я чаму і прывёў прыклад, ну, скажем, людей, мигрантов в Европе, которых, ну, обвинувачивают тем, ну, не обвинувачиваются, а объективная статистика, они робят там, умовно скажем, больше злочинств, больше зґвалтаванняў, чым автохонные жыхары. Вось. Але гэта не значит, что трэба всех обвинувачивать в этом, да, нам правильно скажут. Так и тут. Ну, как бы трэба ставіцца да людзей адпаведна індывідуальнага падыходу, наколькі это магчыма. Нельга ставіцца да людзей паводле іх нацыянальнасці, колеру скуры, як мы ведаем, гендера. Але ёсць вектор, ёсць пэўная, як то кажуць, ну, пэўная вага, такая сярэдняя, так? Ну, канешне, можна не ставіцца да ўсіх агулам цалкам. Канешне, не. Але не 6 миллионов норвежцев заехало, а 6 миллионов российцев. Да. Паркуются не на норвежских номерах, там, где нельзя, и на газонах, а на российских. Это да. И что не фотка, то рассеец, что не быдло у метро, то рассеец пьяный. Ведаете, есть некая такая, все ж таки... Тенденция, так бы это мовить. есть. Так, конечно, я там далекий от думки, что там это мог бы быть Виктор Шендерович какие-нибудь, ти там Дмитрий Быков, там, так, ті расейцы, якіх мы 3 дні тому сустрэлі ў Варшаве. Ну, там айтишники.
Ну яны не могуць, ну вось, не, ну нормально. Так у мяне да іх але ладно, пакінем індывідуальны падыход, просто это про тое, што ўсё-таки ну, в такіх адносінах трэба гэта ўлічваць, але ну, пры гэтым глядзець на сапраўды нейкія геапалітычныя працэсы. І ну, с турыстамі все-таки, мне здаецца, ну не так страшно. Приехали, з'ехали. Больш сапраўды рэзкае пытанне гэта што переселяются. Так, вось гэта. Переселяются. Недавно была лічба, она так страшно гучала, 10% кватэр купили в Менску российцы, а потом оказалось, что это реально там что-то, по-моему, 200 сделок. Все-таки это пакуль не так и много. Вось. Але тут я скажу... Ну а вось, Олеж, 200 сделок зроблена, так, прыязджаюць гэтыя людзі і не разумеюць, чаму на нейкай непонятнай мове там, не знаю, прыстанак называецца, вуліца называецца. Ну, у вас же две нацыянальныя, ну пераназавіце на расійскай. Не будзе такого? Ёсць людзі розныя. Ёсць людзі розныя. Ёсць, ведаеце, в БНФ в пачатку яго існавання было даволі шмат людзей, і яны это любілі падкрэсліваць, паходжання рускага, вось, любого паходжання былі еврейскага і польскага, то бок ніколі нацыянальна-дэмакратычны рух не быў такой этнічным в этом сэнсе. Ёсць статыстыка перапісу, я думаю, вы ведаеце, пра што я скажу зараз, што ну, пасля вайны у нас былі перапісы, значыць, 89-м, 79-м, 69-м. І даволі шмат было расейцаў, там, умоўна скажем, пад, по-моему, 15%, паколькі, ну, прыязджалі пасля вайны сюды, то, што называецца, адбудоўваць беларускую прамысловасць пасля вайны, заставаліся. В асноўным это былі людзі адукаваныя, пераважна, вось, навуковыя кадры, інжынерныя кадры. І з кожным перапісам пасля гэтага колькасць расейцаў Беларусі зніжалася. І да ўжо 89-й пры СССР, а ўжо 99-м і там 2009-м дайшла да, по-моему, 7-8%. А беларушвалі? Так, іх абеларушвалі, это ж вядомы факт. То бок людзі, ўжо іхнія дзеці, ну, што мы, змешаны. Исправительный лагерь для россиян. Дзеці бывалі двух расейцаў, записывались беларусамі, ці там бывае у меня сябар, там, тата рускі, мама полька, он записался беларусам, и так далей. Вось. І колькасць расейцаў зменшалася пастаянна, і дасюль да апошняга перапісу зменшаецца, і умоўна там з 15 до 7%. Прыблізна такія лічбы. Хаця в 89-м дакладна памятаю, што было 10. Колькасць этнічных беларусаў павялічылася на кожным перапісу. Ад 80 она выросла до 89 в апошнім перапісе. Людзі, які называюцца беларусамі. Значная частка гэтых людзей не чыста беларусы па крыві. Яны змешаны, яны выбіраюць беларускую нацыянальнасць пры перапісу, падкрэсліваючы гэтым сваю, ну, как бы лаяльнасць да беларускасці. В такой хотя бы форме. Не знаем, што нагаворыць там, ці не. Давайте паглядзім зараз. На рэгіёны. Давай. Чакай. Я хацеў вам паказаць абеларушаную расіянку. Яна ў тиктоку там пару тыдняў таму запісала 2 відосікі, но у нас, як прынамсі, ёсць адзін. Просто... Час глядзі, калі ласка. Все спокойно, там у нас 5 хвілін застанецца. Послухайте, что кажа белорушаная россиянка. Она россиянка, она живет в Беларуси. Калі ласка. Сейчас будет о наболевшем россияне в Беларуси. И в последнее время попадаются очень часто ролики в ТикТок о том, как белорусы обсирают россиян, какие мы плохие, какие свиньи, как мы там не чтим их правила, не уважаем правила этой страны. И, блин, это факт. Это реально факт. Мы живем в закрытой территории. Здесь, в Беларуси, мы живем, но у нас основная масса людей, которые на моей территории проживают, это россияне. Наверное, 80% россиян и 20% это белорусы. И знаете, такой грязи, такого свинарника, как на нашей территории, где валяются упаковки из-под чипсов, где пустые бутылки, я не видела вообще нигде. И наши люди постоянно доказывают, что им что-то белорусы должны, что им они здесь делали. Я русская, по-перше, а потом другий ролик записала, где она рассказывает про то, как они приехали в Беларусь со своей школой танцев детской, и там, где были дети из России, было 11 человек, заставили после себя такие самые... Ну, покажи, Игорек, ну, зараз, это же важно. Сейчас еще будет о наболевшем, о россиянах в Беларуси. Точнее, хочу рассказать историю жизни. Мы вот буквально недавно ездили на День единения, нас пригласила, я напоминаю, что я русская, нас пригласила Беларусь, ну там в городе пригласили выступать наших детей, позвали, скажем так, даже, мы даже сами напросились, но неважно. В общем так,
выступало человек 50 или 60. Вы знаете, из российских детей было 10 человек. Когда встали белорусы и ушли, после них была стерильная чистота, ничего не валялось. Когда встали наши дети, была помойка, валялись бумажки из-под чипсов, сухариков, все лежало на диване. Вот они как сидели, пожрали и пошли. И после того, как им преподаватели сделали замечание, а девочкам было лет по 12, знаете, что они сделали? Они сказали не мы и стояли, ржали в голос. То есть для меня это абсолютно недопустимая ситуация, что мы 3 взрослых человека, мы стояли и убирали за ними, и они даже не извинились. А белорушная россиянка? Ну так, вось так это і працуе. Ну, але ж все ж таки мы так і адбываецца, што так мы нейкі санаторый для... Ведаеце, яны, все-таки, давайте верыць, хаця б часам в лепшае, яны будуць, яны тут заўсёды, калі прыязджалі, яны бачылі, Европа. Ну, думали, приезжают в некую российскую там провинцию, то, что им СМИ кажут там, да, и политики. Они приезжают, не свіж, мир там, городня, Европа. И яны, лепшие из них будут подтягиваться. Это про то, что я кажу, что белорусизироваться. Они будут подтягиваться в бытовом сенсе. Им будет соромно. Это ж есть, ведаете, закон разбитого шкла. Да, калі в адным там інтэрнаце, умоўна скажем, одно не ставілі, другое разбіло, это пачнецца таким ідці лавінай, калі все перастануць паводзіць себе прыстойна, ідці як закон там прытрымліваць дзверы у метро. Да? Калі все ты это не робіш, а бачыш, што все это робіць, ты пачынаеш прытрымліваць, так нараджаецца агульная культура. Вот это та самая агульная культура у нас у Беларусі, якая, скажем, без всякой ксенофобии, на сёння вышэй, чым в России. Гэта і вот тыя ж самыя не кідаць, тое ж самая чысціня, тая ж самая ветлівасць, тае ж самае адчуванне дыстанцыі, тое ж самае невмешванне не лезть в чужие справы. Ведаеце, это ж такой, параўнанне такое вядомае. Я боюсь помылиться, здаецца, первый раз Дубовец про это написал, когда там белорусы и российцы входят в пустый вагон, где сидят иншие люди, то российцы они кучкой сядут, а белорусы войдут в вагон, и иншие войдут, они сядут поодиночке, как бы далее от инших, так сказать. То бок такое адчуванне дыстанцыя, которая у нас, безумоўна, паўночная, да? На ўзроўні там скандинаваў, на ўзроўні, мы в этом сенсе такие люди, вот такие, скажем, с дистанцией. У русских это им меньше-то ведомо, хотя мы нібыта там на одной ширине географичной, але у них это вот понебратство, все это больше развито. Так что, да. Так что welcome to выправленчий лагерь для россиян. Чакайте, выправленчий лагерь. Давайте я вам покажу одного представника России. Ну, не Россия, все ж таки Россия. Караю? Владикавказ, это Россия? На сёння, да? Не, на сёння, а я маю на увазе. Добре, зараз покажу, калі ласка. Перабіўку покажем зараз. Я не покажу, я расскажу. Вось у Гародні зараз чулі, вы распавядалі про этот сюжет, что там конфликт паміж уладамі, якія рэканструююць скверык Дарвіна, і мясцовымі, таму што яны кажуць, добра, а зеляніна ўся, зеляніна, не, а ўсе гэтыя нашы кусты, дрэвы, якія вы там, дзе, навошта вы это робіце, і так далее, і так далее. І вось такі моцны канфлікт паміж мясцовай уладай і мясцовымі жыхарамі, што нават Караеў, гэта губер Юрий Хаджмуратович. Ён Орджонікідзе нарадзіўся, на Владикавказе. Ось. Расія. Не беларус. І ён не беларус, прынаймней. Вось. І ён кажа, ўсё норм, ўсё нормально, там кафешка, беларусы ругаюць, што кафешка, там скардзіцца нейкае паўстанне. Нічого, будзе больш канкурэнцыі, і так далее, так далее. І дрэвы мы ўсе толькі хіленькія, там ужо памерлі гэтыя ўсе дрэвы, кусты не патрэбныя. Гародніца, яна кажа, звесціць, відавочна, так? Ці там доля якая з этой кафе, ці што, ці... Гэта каго патрэбна кафе. Point, в чым point? І вось, point у тым, што, я не ведаю,
Окей, думаешь, калі б на его месцы, ведаешь, в Менску есть куча фоток, есть такі на Фейсбуку, ну, человек, который публікуе старые фотки, и все кажуць, боже, колькі было дрэваў, колькі зараз павысеклі по всему Менску. Ну, здаецца, Менска сейчас так званыя мэры былі беларусаў паходжання. То бок я хотел вот что запытать. Тут основный кейс, як вы кажете, point, у тым, что караю все ж таки не беларус, ці у тым, что ён чалавек ну, не вайсковы, там, міліцейскі, і вось вот так. І ён ведае, як закатаць пад асфальт, ён ведае, як заставіць замаўчаць людзей, якія... У чым галоўнае? Нет, ну прычым тут нацыянальнасць? Такія канфлікты былі з рознымі мэрамі в розных гарадах Беларусі, і я кажу, той жа Менск зараз паўсюль высякаюць дрэвы на праспектах, яны былі непазнавальныя, калі б чалавек з Амерыкі там вярнулся праз 30 гадоў, не пазнал бы нашы праспекты, паколькі сеяны без дрэваў. Это в тым ліку тлумачыцца, дарэчы, тым, што без дрэваў, каб нельга было схавацца для каб відэаназірання. Каб відэаназірання все прасочвала. Калі все-таки дрэвы, это, ну, нейкая там тені накідаюць, чалавек там... Вы так лічыце, сапраўды, што? Так, это спецыялісты кажуць, што адна з прычынаў высякання дрэваў гэта, каб, ну, все назіралася, спецслужбы, каб все маглі бачыць. Вось, а калі ён этот караю таксама з былых спецслужбаў, ну, вот я чытаў... А як же варшавякі жывуць? Такія меркаванні. Іх ніхто не бачыць. Ну, я про Беларусь кажу, про Менск, да. То, что там в Китае, в Беларуси, ну, слава богу, в Варшаве такого нема. Так что, не-не-не, я тут как бы национальность, выканание некого загаду. Вось. Тут больше такая... До речі, певний момент, ще помните, були, коли у Лукашенки побач з Караєвим ще були різні, менавіта його узначалювали службу ахову, менавіта то, що вокруг його ахови, це були кавказці. Тут так само, ну, некалькі гадоў было, і таксама былі дыскусіі ў беларусаў, што ці можна это ввогуле называць, это не паліткарэктна і так далей. Але сэнс тым, што ну, ён ім больш давярял варагам, чым сваім. Тут таксама ёсць такі аспект. Вараг, он как бы прыйшоў адкулісьці, ён залежыць ад начальніка больш, чым свой, который тут мае сям'ю, карэнённы там, пакаленнямі там, можа штосьці прыдумаць. Гадоў 10 у Лукашэнкі все вакол яго, ну, скажем, кіраўнікі аховы былі менавіта кавказскага паходжання. Ну, плюс нейкія нацыянальныя, скажем, асаблівасці, што это людзі з Кавказа, яны как-то традыцыйна ідуць, ну, куды мы яшчэ ісці, там, то есть, социальной такой ситуации, войска, в армію, в рускай арміі іх полна, вось, там такая социальная атмосфера, што акрамя як войска асабліва нігдзе і не зарабляеш. Добра, а ну, Караю так ці іначе пераможа в этой истории? У беларусаў уже ж нема, у грані... Константин, ну тут, конечно, варианты. А може есть голосовалку. А може есть варианты? Ті тут без... Не, чому? Може петицію люди зроблять. Варіант, раптом хто-то той же самий Лукашенко може за щось його покарати, вирішить. У білим політо. Б, проявити оборонцям народу. Ну, це не той варіант. Щоб було б таке більш... ну, магутна, як памятаеце, акумулятарны завод у Берасці, вось, дзе Лукашенко сустрэлся там все. Ну, і час был іншы, 19 ці 20 год. 20, ён ж тады запытваў, што, верыце, што ў мяне 3%? Зараз ён в такія гульні не гуляе, і, конечно, все яго апрычнікі, ну, таксама павінны заўсёды мець рацыю. Зараз, конечно, ён не дасць то, каб... Только уже кажу, в варыянце, калі нейкім чынам ён захоча пазбавіцца ад нейкага чыноўніка, в дадзеным палку Караева, о, вот за что, узбудил народ Дарвиновскую премию ему. Я, коли вас сюжет глядел про улицу Дарвина, премия Дарвина. Так, напрашивается. За то, что сам себе загубил этой кафешкой. Ну так. Ну ладно, слушайте, ну, ведаеш, с такими уладами мне падаецца, што не Караев адзіны такое робіць, па ўсёй краіне вырабляюць лясы, і гэтыя векавыя дубы, пра якія мы ўжо з табой размаўлялі. Слухай, гэта вельмі жахліва. І няма нікаго, хто за руку зшэпіць і скажа, бачу, я бачу, што ты робіш. Прабачце, ужо апошняе пытанне, ну, уже таму, уже час, і трэба разыходзіцца. А можа... Я только разогрелся, вы уже закрываетесь. А, все, глядзіце. Не, ну, это цікава. Вы скажыце, ці адгукнецца вам эта думка. Вось Віцебск, нічога не было, спрэчак, там сквер, ці там кафейня, ці яшчэ што. Гомель, не было такіх... Я маю на ўвазе такіх спрэчак, каб мы чулі на ўсю краіну. Толькі пра туалет. Ну, там, Магілёў не было. Як акумулятарны завод. Это што? Спрэчка на ўсю краіну. Адкуль? З захаду. Як сквер Дарвіна, спрэчка на ўсю краіну адкуль? З захаду, з гародні. Можа, ўсё ж такі... Гэта ёсць, да. Ёсць такая? Я, во всяком разе, пагаджуся, да. То бок людзі крыху
яшчэ памятаюць генетычна, што можна нешта адстойваць. Так, і нават, ну, чорту пра генетычнасць, але сацыяльна-эканамічныя паказчыкі дасюль у нас адрозніваюцца, скажем, усходняй і заходняй Беларусі, пачынаючы ад всяго, как кажуць, знаете, просто всего, да, дакладна всего. То бок працягласць жыцця, узровень заробкаў, потым, што мы можам яшчэ взять? Тыя ж самыя, там, што вы абмяркоўвалі шлюбы і разводы, ну, там пераважна за кошт Брэсцкай вобласці, дзе ёсць некалькі пратэстанцкіх раёнаў, а там как бы не прынята разводзіцца. Яны агуркі вырошчваюць, вельмі працавітыя, не п'юць і жонкам не здраджваюць, напэўна, не ведаю. Вось. Так што сацыяльна-экалагічна, вот дасюль, хоць у нас Беларусь такая аб'яднана, няма такой розніцы, як ва Ўкраіне, але менавіта не в сэнсе там мовы, а вот в сэнсе таких всіх паказчыкаў захад адрозніваецца ад усхода, нараджальнасць там большая, зноў-такі, можа быць, рэлігійнасць там большая, вот, не знаю, можна ацэніць её кепска ці добра, але в дадзеным выпадку большая рэлігійнасць, она спрыяе вот тым рэчам, якія я кажу, і заробак большы. Пэўны момант заходняя Беларусь была ввогуле на Савецкім Саюзе цэнтрам рэлігійным, только там было найбольш абшчын пратэстанцкіх і каталіцкіх і праваслаўных в Брэсцкай вобласці. Так што так, все это засталося. І чыста знешне нават можна, калі праехацца, мы бачым дамы іншыя, все такое. Пагадзіліся б вы зараз уцекачы беглыя, я да вас звяртаюся, абаіх. Вось сказалі б нам: «Всё, ладно, я ж з вами». Вось такая мяжа, як до 39-го года. Ось гэта, сцяна? Да, вось гэта частка Беларусі. Паў на захад, да Еўразвязу і так далей. Вось гэта там Віцебск, да Расіі. Всё, задзяўблівы ўжо тут это. Нормально было б? Норм? Отдать частку краіну Расіі? Цірашка кажа, да Бярэсця будзе, да Гародні будзе ўсё маё, будзем ваяваць. Ці добра, без вайны ўсё падзяляем і разыходзімся. Які, па-вашаму, адказ мы павінны даць? Дякую вялікі за гэтую... В цензурнай форме. Дякую вялікі за прагляды. Хочаш, каб я Гомель аддала? Не, ну ты паглядзі на яго. Я кажу дзякую за прагляды, за падабайкі, за падабайкі. Спадар Віталь, вам дзякуй грамадны за тое, што вы прыйшлі до нас, не пабаяліся. Не Я пабаяліся. боюсь, вы мне будете бояться запрашаць цяпер. А у нас, ведаеце, такая праграма, мы толькі па одному разу запрашаем гостей. Как это выборы в диктаторских краінах? Один раз и назаўсёды? У нас толькі не, у нас один і срок толькі ёсць. Ну, таму... Без права на пераізбранне. Я яшчэ раз, слухай, там донатики былі... Не, ўжо не было. Быў. НК. Яшчэ? Нехта НК. Слухай. А процент гостю не прадугледжаны? Нет. Нават нам не прадугледжаны. Дякую за вашу працу. Даражэнькія. Жартую. І 5 евро нам задонатила НК. Вось. Да, і 2379 евро. Ну, это фантастично. Дякую вялікі. Ну, так зараз, не зараз, это яшчэ, вось, да гэта было. Тае самае, так, наша, тае самае. Дзякую вам за прагляды, пішыце каментары, калі ласка, нават калі эфір ўжо скончыцца, гэта вельмі нам таксама дапамагае. Ну і што? І мы ўбачымся з вами ў панядзелак у ранішнім этэры на звычайнай раніцы, а ўвечары наступная субота. Не памятаю, так ці не? Ну не будзем абяцаць, паглядзім на ваши паводзіны, на ваши падабайкі паглядзім. Дзякую вам вялікі. Путін растлумачыў, чаму па радзе ў Москве не было военной тэхнікі. Бо яны должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника. С Днем Победы, с Днем перемоги, с Днем памяти. Ну так, самый смешный парад, конечно, в истории. Я думаю, теперь треба кожный раз, каб Зеленский давал дозвол, або не давал дозвол своим указом. Ти дасть Зеленский дозвол на окончательном разгроме, на окончательный разгром противника. Что мне? Поживем, побачим. В гэтым сэнсе, конечно, гэтую вайну нерваў, безумоўна, выйграла Украина. Не тому, что я так заўсёды кажу, але так не заўсёды бывае. Але вот в этих конкретных 3-5 дзён она перамагла, так сказать, матам. Матам и разгром. Дякую, даражэнькі. Константин Каверин. И Віталь Цыганкоў. До сустрэчы у панядзелак у абычным утры. Дякуй.